Так. Окей. Да. Привет, Маша. Здорово. Здорово, здорово. Привет, 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 привет. Всем привет, кто подходит. И кто смотрит. Так. Как много елок. Елка раз, елка два, три. Выглядит огнеопасно. Да. Озону сразу подрубать. Кошмар какой-то. Так это не по-новогоднему, ты чё? Или ты прям предлагаешь новогоднего озона? Так. Я тут заготовил кое-какие материалы для новогодней темы. Так, вот. Окейушки. Рассказ про это из гамбургера создает новогодний вайб. Че за это Че за это из гамбургера? Не знаю даже. Но звучит хайпово, конечно. Ёлки-палки. Нет. Наверное, надо елку поставить. Ну, про художника аудиокнига. Посмотри. Косиська, косиська.
Так. Так, ща. Давайте начнем с малого. Окей. Так. Новогодние цвета. 2024 еще есть. В смысле? Little Company. Можно было бы, да. Фото, ё-моё. Так. Новогодние цвета. Ну вот, в принципе. Я вчера смотрел Little Company у Лёхи. У Кобры. И довольно-таки прикольно. Объяснил, что за игра такая. И сказать прям интересно. Довольно-таки любопытная игра. Угу. Так, давайте себе новогодний стол организуем. Он становится новогодним, если на нем лежит... Понял. Окей, ладно. Он, в принципе, и так пойдет. Главное насыпать сюда всяких приколдесов, типа... Шманта Клауса. Бэтмен перепроходить будем? Можно, в принципе. Опять к шляпнику прийти и положить его. А потом поставить елку, кота, водку. Все как положено. О, что там? Да. Нифига вы вспомнили. Да. Спасибо, Енот. Блин, вообще кайф. Бля. Вообще. Как же она горько плачет. Ё-моё. Новогодние ассоциации, да. Ну, блин, вообще кайф. Вот. Голая елка без игрушек. Кошка грустная. Бля. Беленькая. Вот, енот там был, Машрум есть. Витязь был. Ё-моё. Да. Это когда было? 2 года назад, по-моему. 2 года назад, офигеть, да? Да, весело было. Посмотрим, что-нибудь придумаем на этот Новый год. Фига себе, дублирую. Я дублер. Басса. Так, давайте-ка. Новогодняя елка. Че, вы елку поставили?
Или пока еще нет? Да, в комб залетало. Можно будет его перезалить, что ли? Перезаливом. Ежегодно одно и то же вылаживаешь. Не, не ставили, да? Не ставили. Ну ничего. Ну а так вообще, да, я спрашивал людей, никто не ставил, как будто бы. О, смотрите, прикольная маленькая скромная елочка. Ля какая красота. Так, куда бы тебя поставить так по-хорошему? Блин, классно их. Так. А, я придумал. Но это на другое. Так, а тут пока пускай так постоит. Вот это я удалю. Я смотрю на нашу елку и на ту, что справа сверху. Да. Так. Потом тут, скорее всего, тут у нас, ну это вот для хромакей получается. Пускай так остается. Надпись, наверное, огрызок кустарник. Нормально. 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 Нет, смотри, какой пышный. Маленький, но удаленький. Классно. Мне нравится. Так, давайте по монитору раскидаю эту тему. Чик-чик-чик-чик. Лысый сверху. Да. Во, вот так вот. Скромненько так. И, наверное, стоит так, вот это надо бы вот тут раз. Ага. Во. Привет, совет. Что делаем? Новогоднее оформление стрима. Ну и так. Просто заправляемся новогодним настроением каким-то. Да, можно так сказать. Хорошая веточка. Заготовил какие материальчики для всего этого дела. Вот так вот. Вот. Вот, пускай так. По минимуму. Вот этого даже слишком много, как будто бы. На самом деле. Но ничего.
Что-то елку поставил совет? Тут пока еще никто не ставил. Я один, походу, поставил елку. Все удивляются. А что так рано поставил? Все такое. На работе то же самое. Никто еще особо не ставил. О, я придумал текстуру, наверное, какую-то такую надо захерачить. Типа со снежками все дела. Вот это, наверное, сделаем. Шрифт новогодний. Вот не такой, слишком. Вот такой пойдет. Ой. Вот. Нормально. Так. Давайте гирлянду развесим. Блин, правда, она какая-то прям... Ну-ка, как она будет выглядеть? Ага, такая, да? Понял. Так, тогда тебя аккуратненько куда-нибудь сюда. Не, без него лучше. Так. Снежок, елочная игрушка. Вот это бы куда-то положить. Но непонятно куда. Я даже думал о том, чтобы, типа, Гарри Поттера Хогвартс Легаси поиграть. Но... Да как же лень. А так там... Новогодний отрезок был, по-моему, прикольный. Когда снег там выпадал, все такое. Было довольно-таки хорошечно, помнится. Гей сверху. Где? Так. Я про енота. Это я. Привет, Валерий. Пр-пр. Пр-пр-пр. С возвращением, с возвращением. Я тебя трахну, скажи. Выебу. Что за история была с этим? С казахом, который сказал в интервью на улице, что если его сын окажется геем, то что он сделает? Типа вопрос был. А он сказал: я его выебу. Блин, это вообще очень хорошо. Не, плохо, конечно, но смешно. И страшно. От тарабани. В гузну. Да. Так. Вот очевидно надо
вот это вот цвет поменять общий. Тогда сразу пойдет получше. Давайте вот зеленый. А, не, красный. Давайте красный. Так. Не, немного не то. Все-таки светло-зеленый получше будет. Так, плакат уберем. Камин так приятно потрескивает. Блин, я вот прям очень давно хочу попробовать выпить глинтвейн. У вас такого желания не было? Я вот прям пипец хочу. Каждый Новый год одно и то же желание просыпается. Выпить глинтвейн. Вот. Она же из корицы состоит. Из теплого вина или типа того. Вообще глинтвейн это что за напиток? Если так разобраться. Это что-то типа теплого... Не. Хотел сказать... алкогольного чая, да, или что-то в этом роде. Я очень давно хотел попробовать краснолюда. А я вот хочу пойти на рейд. На базу масона. Краснолюда. Один хочет съесть краснолюда, один зарейдить базу масонов. Да. Я, кстати, сериалы сейчас жестко смотрю. Посмотрел весь сериал про Силиконовую долину от HBO. Также посмотрел сериал, который называется «На грани». Там про американских политиков, которые пытаются спасти мир от Третьей мировой войны, но с американским этим юмором всем. Там типа Джек Блэк снимается, поэтому, короче, там нормально, в принципе, нормально. Аллилуйя. Надо гирлянду захерачить, очевидно. 3360 часов в Ведьмаке 3 пришло время купить себе гвинт. Сегодня с почты забрал набор гвинта, нифига. Блин, нормально. Хе-хе. Прям представил, как ты такой садишься с набором гвинта и рубишь с кем-нибудь. С бабками на лавочке. Я Балдуру 3 еще не прошел. Охереть, может. А ты в него как часто играешь? Видимо, не часто, да? Так, в принципе, какой-то сетап у меня есть. Так, сюда позже вернемся. Сюда бы еще что-нибудь такого. Не хочу заканчивать. Перепрохожу в режиме тактика.
166 часов наиграл. Капец. И чё, вообще супер душно, да? На тактике-то, наверное, в Балдур-то. Я на нормале играл. И то это было местами сложновато. Ну, местами. Я же хотел... Да. Ну-ка, позырим, что есть еще мне. За темного соблазна попробуй. Блин, ну да, кстати. С другой командой ходишь теперь. А я... Ну да. Там если играть за... Я там вообще не понял, как можно было взять эту... Как ее звали? Ну, короче, Дринейка она или кто, короче, темнокожая такая, типа темный эльф. Она типа злая вроде была, но, кажется, ее можно к себе приманить. Ментара, да, вот, Ментяру. И когда узнал, что еще вот ее можно переманить, я такой, чего? Нихера себе, прикол. А так можно было, что ли? Это если ты на темную сторону идешь. Ага. У меня пати чисто из танков и одного колдуна. Но у меня тоже пати такое было. Одни воины практически. Ну, воины и лучники были. Ты открываешь врата к друидам для гоблинов. Ха! Жестко. Блин, за темного соблазна, наверное, вообще супер весело играть. Я прям представляю. Типа, наверное, можно всю рощу друидов захерачить, уничтожить. Вообще всех убить. Всех и все. Угу. Такие. Не так паршиво, когда я ради ачивки предал императора, вонзив нож в спину, чтобы починить себе мозг. Да. Сука. Ради ачивки захуячил. Ну, я императора предавал чисто ради... того, что... Ну, это куда меньше жертв будет. Как там... Эти... Какой расы была Лайзель? Вот эти вот челики. Чтобы они, ну, за нас сражались. Гитьянки, да. Вот чтобы они там нормально повоевали с нами против этих. Да уж, император-то, конечно... Ну, он прям не такой уж сильный был император. Я просто не успевал узнать, насколько он сильный. Я просто его первым гасил сразу.
понимал, что он может дров наделать. Император норм, я гитянок отбросил. Ну да, они такие гитянки довольно-таки чрезмерно надмедные и там прочее. Я малость так немного охерел, когда в конце Лейзель меня вот реально бросила ради этого сраного принца нахуй гитянок, как там его звали, этого метеорита или какие-то метеоры. Ну, сука, блядь. Я вот за нее топил всю игру. Типа... Не изменял ей и все такое. А она, сука, взяла и просто бросила меня ради своего президента, так сказать. Пиздец. Просто взяла и улетела. Типа, я выбираю карьеру. Я нужна моему народу. Да. Женщина. Да. Вумен момент. Ко мне император подкатывал и Хальсин. Ну, мне тоже император подкатывал. И честно признаться, хентай момент с ним произошел у меня. Это было весьма шокирующее зрелище. Если научить тройничок предлагал Шадухар. А я смог Shadow Heart и Лейзель примирить с помощью секса. Они просто такие, типа, на вечеринке после этой, как его, рощи друидов, они такие, давай поебемся, и все, поебали жестко. Хаги-ваги. С Новым годом. Да, с наступающим. С наступающим. Скарлах? Блин, Карлах такая, да. Интересный вариант, на самом деле. Не буду врать, не буду врать. Действительно хороший вариантик. Горячий чикс взрывная. Ну вот ее прям жалко было. Я думал, что все, она сдохнет, все такое. А по итогу я ее в ад сослал вместе с этим Уилл Смитом и еще с кем-то. Они, в общем, втроем туда прыгнули. Там был Уилл Смит и еще кто-то. Или вдвоем только. Я не помню. По-моему, только вдвоем или втроем. А! Мы могли втроем пойти, но по итогу пошли чисто Уилл Смит и Карлах. Там был вариант, типа, я иду с тобой в ад. Типа, что-то в этом роде. Но я на тот момент что-то, ну, вообще, ну, представил себя на месте с этой, ну, как ее главный герой, так подумал, так полная хуйня, я только что, типа, такой пиздец пережил и вообще стал Сквидвардом, и по итогу еще в ад пойду, что ли? Не, что-то вообще не улыбается, ну его нахер. Вы как хотите, ребята, но я остаюсь. И так и поступил. Я мутил Shadow, и в конце Скарлах в ад съезался. Съебался, а потом перезагрузился. Да, вообще жизнь. Не, ну этот момент с адом, это, конечно, без рофл. Рофл-вафел какой-то лютейший. Там еще эта Карл такая садится у причала, типа, все, такая, нахуй, я умираю.
А потом все таки убеждают, ты чё нахуй, ёбнус? Ты умрешь и это навсегда, ты что? Типа она такая, блин. И сразу такая побежала в ад. Концовка с Скарлетт не доделали, спешили с выходом. Вроде должна быть хорошая концовка с ней. Ну да, такая, ну, концовка там чувствуется какая-то скомканная прям. Да, есть что-то такое, чувствуется. Ну, что поделать, что поделать. А, класс. Она вся белая стала. Я когда Горташа убил, на меня весь город охотился. А у меня нет, не так было. Я как-то... усложнил себе жизнь. Но я как-то действовал иначе. Я сначала завод расхерачил, а потом уже самим Горташем занимался. Но до этого все равно на меня эти сраные роботы, блин, агрились жестко. Вообще с нихера. Я не помню, я что-то сделал. Я, по-моему, что-то украл. Маленькое, малюсенькое. И потом уже все эти автоматоны начали на меня агриться. Было жестко так-то. Но с другой стороны не помогли мне подняться до максимального уровня. Эти роботы. Если бы не они, я бы, скорее всего, не смог бы. Вот оно. Давайте вот это. Деление. Норм. Погоди. Нужно вот так. О, вот так лучше. Shadowheart отреклась от Шара и стала Селуна. Да, у меня тоже. Астриан стал обычным вампиром. Тоже. Гилзен отказался от короны. Да, Уилл пожертвовал отцом, чтобы снять проклятие. И встал на его пост. У меня нет. У меня Уилл, наоборот, собой пожертвовал. А его батя вообще был не против. Такой: блин, сынок, бро, йоу. Такой: я не знал, что ты так собой жертвовал. Ну ты хоуми. И по итогу, короче, нормально. Привет, Клинап Гай, здорово. Сынок, ты теперь в аду? Не, ну он там типа немного все-таки подофигел от того, что его сын все это время, оказывается, дохера собой жертвовал и там прочее. И такой: блин, ты столько пережил. Homie. My dog.
Ну, в общем, да. Но все равно, он как будто бы такой, типа, фух, пронесло. Слава богу, у меня сын такой. Типа, как же я рад, что у меня есть сын. Типа. Си-Джей младший, да. Так. Да, да, на нас честно нападали тоже. Не, вообще, Лейза прям уважал, реально. Я такой, ё-моё. Какая же она молодец. А в конце такая... Просто взяла и, сука, киданула меня. Я еще так, типа, в очень жалостливой форме, типа такой, как чисто, ну хуй знает, как какой-то, блядь, как какой-то симпатяга, так сказать. Типа сказал, типа, Лейзель, ну останься со мной. И она такая, нет. Все, пока. И просто улетел. Я такой, ебаный урод. А она еще при этом, типа, ну, клялась в любви и все такое. Я подумал, типа, вообще офигеть. Типа, серьезные отношения, все такое. Продолжение Last Fate сегодня будет? Вполне, да. Вполне может быть, да. Сейчас я вот новогоднее оформление захерачу. Last Fate добить бы на самом деле. У меня все в лагере до конца игры сидели, ходил с Треном Shadow и Гейл. Shadow. Ну вот мне Гейл и Shadow и Астарион вообще под конец не зашли. В какой-то момент игры я ими тоже играл, но я по итогу ходил со старушкой. Как эту старушку звали? Старушка... Лейзель, конечно, Карлах. Ну и все получается. От начала и до конца. Нифига себе. Вот так вот. Давайте отцентруем. Во. Белдиш. Так. Вот сюда чего-то не хватает. Чего-то не хватает. Ну-ка. Посмотрим, насколько хорошо. Поисковик у Яндекса, кстати, ну, в плане картинок он очень даже неплохой. Ну, когда как? Если ты ищешь... Ну-ка, сейчас подойду.
Теплый компот. Вообще сухофрукты надо покупать, ребята. Компот. Он намного экономнее, дешевле и многоразовее, чем, например, если ты делаешь морс, к примеру. Я пачку сухофруктов покупал, и однажды, ну, его на два разделили. И в прошлый раз, когда мы из него компот делали, угадайте, сколько раз мы из этого же, ну, из этих же сухофруктов приготовили компота. Ну, типа, уже из приготовленного. 3 раза в большой кастрюле 5-литровой. По-моему, 5-литровой. По-моему, на 5-литровую. Офигенная тема. На чеснок сегодня понесло. Блин, я корицы хочу. Даже просто запах его учуять. А чё, купил бы чесночка? Зафигачил бы его с хлебом. Масло, хлеб. О, нет, даже лучше. Перед сном вредно? Понял. Ну тогда к завтраку, хотя потом целый день вонять будешь, наверное. Да, чеснок такой продукт. Вечерком часов 6-7. Норм тема. О, давайте убер-класс сделаем новогодним. Так, ну сначала надо гирлянду оформить. Четыре зубчика вечером съел. А чё, типа хлеб не кушаешь? Хотя от хлеба толстеет, конечно, но... Блин, я вот думаю, если я от хлеба откажусь, то я, интересно, как скоро похудею. Так, это отдельно, скорее всего, поставить надо будет. Ладно, давайте пока, наверное... О, я знаю, надо новогодние смайлики придумать. Ё-моё. Меня резко на чеснок проперло, что я его как зверь начал чистить. Может, организму типа чего-то не хватает? Бывает же такое у людей? Ну, в смысле, почему-то резко некоторые люди начинают мел грызть и так далее. Нехватка там чего-то там в организме и так далее. Пятнарик, который ищет дозу. Блин, гирлянд прям предостаточно. Давайте-ка вот это возьмем.
И вот это. А, не, все-таки Uberquest надо сделать новогодним. Че думаете? Надо, да? Надо. Пок 4,7. Feels goodность 17%. Feels goodность. Блин, ты, конечно, жестко угорнул по чесноку. Ты, надеюсь, продавца овощей и фруктов не напугал? Типа такой забегай. Где чеснок? А он такой, как по обыкновению, хотел с тобой поздороваться, типа сказать: о, здравствуйте. Типа даже не успел там сказать, типа, чего-то желаете? Я такой: чеснок! Чеснок! Он такой, типа, просто взял и кинул, типа, в лицо. Просто начала орать на него. Бедный продавун. Внутривенно. Кошмар. Блин, я что-то сосредоточиться не могу, я все время про чеснок думаю. Так, что-то я хотел. Так, окей. О, то, что дизайн новой кротовухи в банке. Uberquest. Yes, sir. Предстищ. Может, завтра пройдет. Типа, если перед сном чеснока съесть, то это типа изжога и все такое, да? Наверное. Кстати, у вас чат выходит на стриме? А, нормально, слава богу. Вот я в какой-то момент подумал. Желудку плохо будет очень. Понял. Фиг уснешь. Ну, я понимаю, как это будет, наверное. Кстати, я вот в Таиланде же вот сколько жил, у меня желудок жестко болел. Просто очень жестко. Изжога не от этого, а от желчи. Понял. Тогда... Что там чеснок делал-то? Я помню, гуглил этот момент, когда у меня желудок болел. Иван Ваниш, привет. Здравствуй. С наступающим. Чесночный берсерк. Ого, уже? Что там? Что за тема? Ну, просто, как видишь, упарываемся по Новому году. Просто у меня дома уже новогодний этот стоит. Новогодняя елка. Все дела. У меня LED-камин стоит еще. Да. Вот сейчас оверлей этот сделаем, потом еще сверху накину гирлянды, вообще будет заебись.
Хорош, уже новогодний настрой, да. Изжога может быть из-за гастрита. Но у меня, по-моему, что-то было такое. Но я вот думал о том, что как я вернусь в Таиланд, сразу пойду к врачу. Там, ну, я даже записывался и все такое. У Карла изжога, да, у меня есть такое. Но я пропустил свои chill time. Тут все векторное. Я знаю, лук ядовит для собак. 100 грамм или меньше прикончит только люди, способны переработать луковый токсин. Я читал, не факт, не проверял. Да это что? Интересно. Довольно любопытный факт на самом деле. А давайте-ка сделаем наш геймпад. Блин. Во. Геймпад, конечно же, Logitech. Потому что Logitech'ом пользуются богатые люди. Да. Может, на экран вместо синего новогодний антураж, типа где-то Один дома, а где-то Гремлины. Ну, тут чат, если что, проскакивает. А синий он почему, да? Ща объясню. Так, вот, например, давай-ка пойдем сюда. Вот, видишь? Синим он, ну, сделан для того, чтобы он хромакей ловил этот цвет и делал прозрачным. Вот у вас чат. Вот я, типа на видеозвонке. И вот экран посередине у вас. Ну, типа ради этого. В Новый год все синее. Или из-за избыточного потребления острой еды. Ну, тоже возможно, но я думаю, что это из-за тайского убер-кваса. Тайский убер-квас, по-моему, мне... Короче, там вообще комбо было. Типа, тайский убер-квас, тайские мятные леденцы, которых я херачил первые месяцы до хера. Я прям реально подсел на эти мятные тайские леденцы. Ну, не именно тайские, они Fisherman, там что-то Fisherman Friends, типа друг рыбака называется, не знаю. Но, в общем, я вот как представлял, почему она так называется, потому что Fisherman Friend, потому что рыбаки, короче, которые отплывают, ну, в море, там, скажем, на долгое время. Ну, там, типа, женщин у них на корабле нету. И, в общем, они эти леденцы хавают и делают друг другу минет. И из-за этого у них там, ну, типа, ну, поэтому и друг, типа, рыбака. Ну, блядь. Да. Блин. Понятно, да. Ну и поэтому, да. Я вот об этом думал, переваривал такие мысли. Ох уж эти тайские сладости. Ну, учитывая страну, в которой я находился, я верил в эту историю. Типа, это очень похоже на правду. Типа, я такой думал. Так, новогодний гейпад. Рыбак рубу. Да, видите, издалека, да.
Это про них. Скажи мне, кто твой друг, я скажу тебе, кто ты, да? Друг рыбака. Да, я. Изжога — это сфинктер желудка не закрылся до конца и выходит желчь в пищевод. Что сфинктер... окей. Как ни парадоксально, нужно подкислить желудок водой с лимоном. Многие гасят соды. Тоже помогает, но это просто гасит кислоту. Да. Я таблетосами гасил это говно. Пиздец просто. Блин, вы не представляете, какая, боль. Как это неприятно, когда у тебя желудок вот просто охеревает. Это вообще... Я всю ночь умирал от таких болей в желудке. Я в какой-то момент даже, чуть ли не верующим стал, в плане, типа, я начал Богу молиться, чтобы это прекратилось. Типа, я уж начал было там какие-то обещания давать о тех или иных вещах. Я даже не знаю, но я особо не грешу вообще. Вообще не грешу. Блять, я хуй знает. И такой, типа, бля, пожалуйста, дай мне пережить эту ночь. Молю тебя. Тяжко, наверное, было. Да пиздец, это вообще очень тяжко. Это просто не описать, как тяжко. Это, блин, просто ужас. Не дай бог вам такую боль пережить. Это вообще неприятно. Я от зубной боли думал, помру, тоже каялся во всем. Да пиздец вообще. Зубная боль. Тоже неприятная хрень, конечно. Но это очень близко к этому. Тут, боль, она вот реально разная может быть. Вообще, это просто, типа, настолько по-разному это все ощущается. Просто пиздец какой-то. Просто гастроном боли. Типа, вот боль желудочная, она такая уебищная. Она просто такая не прекращается. Очень долго тебя ебашит. И как же, просто... Такая боль, от которой ты просто устаешь, типа, ты устаешь от нее. Ты такой, блядь, я просто хочу спать, типа. Но эта боль, она такая просто не отпускает тебя, не отпускает. Типа, нет, сука, ты будешь страдать, нахуй. А что, бейсбол не помогал? А бейсбол полная хуйня вообще. Я еще вот боялся того, что бейсбол он скорее только усугубит там. Он не поможет, он симптомы не снимет, точнее источник симптомов не снимет, боли-то он не уберет. Нахуя бейсболом накидываться? Лучше конкретное лекарство, которое избавит меня от боли, имеется в виду от его источника. Я вот это вот дерьмо принимал. Урсасан и еще там что-то другое было, там с аптеки покупал какую-то тему. Вот это дерьмо мне помогло. То есть я ее принял, и боль прям, так потихоньку, вот очень медленно, но угасала прям. Потом от греха подальше я эти вот таблетки, так, утром и вечером прям как прилежный ребенок, так сказать, которого мать наказала, типа, пить таблетки вовремя, начал жестко кушаться. Смотрите-ка, на новогодний геймпад получился хороший. Найс. Смотрите-ка, как все изменилось, когда я геймпад покрасил. Вообще балдеж. Охуенно. Вот такой он был. Оп. Так, теперь надо баночку беркваса изменить.
Что-то такое надо бы. Цвет, в принципе, хороший. Чик-чик. А? Нет, нет. Ты что такое говоришь? У меня в армейке желудок сильно заболел, но потом меня старшина по жопе дрыном ударил, что я аж пернул смачный, живот перестал болеть. Да уж. Прям как... Я прям представил, как подобную историю можно рассказать в концепции типа фэнтези. Типа если бы это были бы орки или что-то в этом роде. Типа орк подходит типа своему вожаку, говорит: мне желудок болит. Ща я эту болезнь с тебя просто выбью. И все. Все дры. Охереть. Жесткие. Жесткий чел. Медицина. Медицина. Я что-то хотел уже новогодний. О, да. Что-то такое. Болеть голова, оторвать голова. Нет головы, нет, боль голова. Да. Я когда вот вспоминаю вообще вот эту расу орков, мне сразу же прям в голову приходят орки из Warhammer 40 000. Вот это самые крутые орки, которые вообще существуют в какой-либо вселенной. Warhammer 40k, да, это вообще те самые орки. Орки мечты просто. Они настолько крутые, что просто охереть можно. И типа они настолько крутые и тупые, что они не осознают всей своей мощи, что-то в этом роде. Их невах, вот это вот, и то, как они распространяются по вселенной. Это просто, блин, очень охуенно. Это вот прям, да. Я бы лично руку пожал бы человеку и его уберквасом бы угостил за... Блин, это очень, очень весело придумано, очень весело. Номер 1 появились десятки, вообще жесть. Мне нифига не помогал. Сосед помог, притащил мне кетанол в капсулу. Я закинул сразу 2 и 10 минут аж прозрел, не болело ничего. Однажды я поборил ногу кипятком, графин лопнул и все на меня пипец. Я думал, мотор встанет от болевого шока, сожрал все, что было в аптеке дома, запил текилой, но держу. Вдруг гости придут, меня отпустило. Место боли, чувствовал приятное тепло в этом месте. Охуеть можно. Ебать ты, конечно. Ну, типа, смешивать бейсбол с алкоголем, это, ну, блять, это очень жестко. Владос, привет. Владос Зес. Видел мою по диску? Я подписал.
тоже на меня. А, блять, эти люди со взаимными подписками. Не, чел, я таким не занимаюсь. Вот те люди, которые занимаются взаимными подписками, просто накрутите себе подписчиков. Просто берите, накручивайте себе. Я не понимаю, зачем вы ходите по стримам и просто сходу, блядь, с ноги врываясь, говорите: я подписался! Подпишись на меня! Взаимка! Взаимка! Блин, ну к чему? Это же, ну, full кринж. Я вообще не понимаю. Вот чисто, никого не напрягая. Накрутил себе и все. И сиди и радуйся цифрам. Нормально. Кто хочет быть орком-патроном? Я считал, что накроет. И меня накрыло. Жизнь какая. Не, ну я считаю, тебе повезло. Все возможно было, ну, могло кончиться плохо, но ты, видимо, чисто по везению умеренные дозы принял алкоголя обезболивающего. Как там орков называли при рождении? Патронами их называли? Орки-патрон. Офигеть. Берешь орков, заряжаешь пушку и стреляешь. Любопытно. О! Оно. Я сделал. О, кайф. Нихера себе. Да и популярен. О. Это все благодаря взаимной подписке. Да. Наконец-то это случилось. Теперь я смогу пожать руку Дудю. Я хуй знает, я не знаю, чем там занимается популярный стример. Илону Маску, да. Илону Маску. А он такой: ху. Ху. А я такой типа: а я типа стример такой, как и вы. Стримерская солидарность. И спустя мгновение ко мне подойдет какой-нибудь здоровый чел и скажет: пройдемте со мной, пожалуйста. И просто выкинет меня с поля зрения Илона Маска. И... Дуэйн Джонсон. Да-да-да. Так, подождите, а почему? Тогда оп, оп. Во.
красота. Так, и надо это наложение. Ну, скорее так оставлю. Что это? А, это вот это. Понял. Создаем новый класс D. Во. Кайф. Так, вот это вот тогда я просто удаляю нахуй. Вот это вообще не надо. Так. Вот это четко вот так вот сделаем. Эй, куда? Так, и еще пару штрихочков. Штрихочки. Какие цвета? Ну, скорее всего, вот это. Вот это. А, нет. Скорее всего, это вот тут красное. Вот тут зеленое. Ага, так. И вот тут вот так. Убер-класс. Или просто белым пускай будет. Надо вместо этого так, че я заморачиваюсь.
Орки опасны тем, что их невозможно убить. Убей орку в том месте, скоро станет 2 орка. Только экстерминац может... Ну, это планет. Бля, пиздец какой-то. Пивозавр. Да. Убер. 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 Класс. Убер, Убер. Да. Убер, ютубер. И скорее всего не будем градиентом. Градиент я что-то передумал. Нахер эти говнотени. О, хороший свет. Прям нравится, нравится. Не, такой же красный, наверное. Так, я придумал. Привет, Михаил. Здравствуй. С наступающим. Спасибо. Теперь, начиная с 29 ноября, я каждого буду поздравлять, точнее, ну, говорить с наступающим. Рановато, конечно, рановато, но что поделать. Никто, кроме меня, этого говорить не будет вам, определенно точно. Какой человек еще вам будет говорить в ноябре с наступающим? Так. Целый 1 месяц есть, да. Есть же. Не, ну... Надежда навсегда нужна, Стич. Че сразу хоронить 2024? Надеюсь, все будет отлично в 2024 году. Год дракона. Год дракона, ребята. Кстати, год дракона же, блядь, может дракона добавим в натуре? Че это я вдруг? Охереть, я забыл. Мой год, кстати. Блин, нифига ты дракон. 8-8. Понял. Год дракона. Один месяц до Нового года, да. А у меня, кстати, в пятницу будет день рождения, 1 декабря. Будет день рождения. Я, скорее всего, скажу на работе, что буду из дому работать в этот день. Жена мне торт приготовит. Я в год кого? У меня декабрь 91-го, 91-й. Год какого животного? Я был белой козой. Конкретная прям коза белая. Так, коза 1991 года по китайскому гороскопу. Это год белой козы.
Стихия года металл. Начало года козы по китайскому календарю 15 февраля 1991. Человек, родившийся... Ага. Металл, коза. Нифига себе. Год козы, гороскоп по восточному гороскопу. Год козы соотносится со стихией огня. Энергия же, сопровождающая год козы, это энергия инь, символизирующая пассивное начало. Характерно для козы мужчины. Почитаем. Так. Характерны и для козы мужчины, и для козы женщины. 1991 год. Металлический год. Металлической козы. Так, окей, ладно. Что еще пишет про... Так, теперь и овца, нахуй. Белая металлическая овца, коза, металлическая овца. Овца символизирует неконфликтность, общительность, доброту, гостеприимность, романтичность, нежность, мягкость и в то же время пассивность, непрактичность, непредсказуемая эмоциональность, внушаемость. На самом деле все про меня как будто бы. Металл добавляет характеру овцы жесткости. Белый цвет наделяет ее терпением, спокойствием. Такое. Белая металлическая овца самая удачливая из всех видов. Ебать, я удачливый. У нее любимая работа, хорошая семья и уютный дом, куда хочется возвращаться. Она получает то, что хочет. Умеет проявить характер. Если бы она не расстраивалась по мелочам, то ее жизнь была бы более спокойной. God damn. Лошадь. Ну-ка, что по лошади? Так, лошадь 1990 года. Лошадь символизирует активность, жизнерадостность, общительность, доброту, независимость, стремление к комфорту, трудолюбие, а также вспыльчивость, безотказность, несосредоточенность и грубость. Металл придает характеру лошади неуступчивость. Белый цвет дарит спокойствие. Белая металлическая лошадь наиболее жесткая из всех видов. Жестко получается. Она прям высказывает свое мнение и не терпит несогласия. Ее энергичность направлена в одно русло. Это позволяет ей сосредоточиться в одном деле и делать вдумчиво и не спеша. Окей. Вы что, животные? Посмотри там на человек. Человек. Да. Ждем. И через один день уже пройдет Новый год. Вот почему металлисты показывают козу типа 6 рокеров. Да, есть в том что-то. Так. Ну-ка, давайте 88-й. Так. О, смотрите-ка. Стич. Семен Тараев, здравствуй. Да. Символ 1988 года — это желтый земляной дракон. Земляной. Желтый. Дракон символизирует, с одной стороны, яркость, ум, открытость, любознательность, добродушность, трудолюбие, надежность, харизматичность, энергичность, а с другой — сдержанность. Не сдержанность. Грубость, перфекционизм, требовательность и упрямство. Земля. Стихия основательности и практичности. Желтый цвет придает знаку опытности и терпеливости. Ну, прям такой. Сбалансированный получается у тебя билд. Желтый земляной дракон наименее эксцентричный из всех типов. Предпочитает домашний уют, шумным компаниям и самовыражению. Больше всего ценит материальную защищенность и стабильность. Действует обдуманно и ставит перед собой достижимые цели. Вот оно что. Как дети. Нормально. Хорошо. Спать пошли. Желтый китаец. Теперь мне придется гадать, когда начнет раскладывать карты Таро. Да. Что, давайте я еще про кого-нибудь прочитаю. Кто в каком году родился?
2001? 2001. Так, это надо промотать. М. 2009. Так, сейчас, подождите, подхожу к 2001. Так, 2001. О, нифига. Белая металлическая змея. Металлическая змея. А какого 92-й? Так, надо будет промотать. Так, символ 2001 года. Белая металлическая змея. Змея символизирует, с одной стороны, мудрость, хитрость, элегантность, целеустремленность, требовательность, наблюдательность, трудолюбие, осторожность. А с другой – расчетливость, холодность, скрытность, скупость, эгоизм, жесткость. Окей. Металл усугубляет и без того жесткий характер этого знака. Вместе с тем, белый цвет дает ему терпеливость и спокойствие. Белая металлическая змея – сильная и решительная личность. Это самый закрытый тип из всех змей. Закрытый. Она проявляет качество мудрого стратега и всегда добивается того, что ей нужно. Трепетно относится к своим близким и домашнему уюту. Вот так вот. Да, все металлисты прям. Так, давайте-ка Семена посмотрим, потом 92-й год. Все не про меня, долбоеб обычно. Нормально. Так, 2009 год. Это желтый земляной бык. Бык символизирует, с одной стороны, внутреннюю силу, объективность, трудолюбие, надежность, социальность, решительность, честность, а с другой – упрямство, сдержанность, молчаливость, нелюдимость, консервативность, нетерпеливость. Земля добавляет быку практичности и консервативности. Желтый цвет умножает его терпение, опытность и мудрость. Ум желтого земляного быка занимает материальные блага и способы их достижения. Он легче всех остальных быков переносит жизненные удары и трудности. Вот. В общем... терпение. Так. 1992 год. Очень многие мои друзья в 92-м родились. Так, в общем. Нихуя себе. Так. Символ 1992 года — это черная водяная обезьяна. Черная водяная обезьяна. Ну, сейчас посмотрим, что мне там, как насчет жидкая, да. Обезьяна символизирует, с одной стороны, ум, хитрость, общительность, наблюдательность, изобретательность, любознательность, осторожность, а с другой эгоизм, коварство, несдержанность, злопамятность, легкомыслие, несобранность. Ну да, у меня довольно-таки коварные друзья. И такие... Да. Так, вода умножает общительность обезьяны, черный цвет дарит ей познание и мудрость. Черная водяная обезьяна самая общительная из всех видов. Она не любит оставаться одна. Единственное, чего не терпит в общении — чужих советов. Благодаря обостренному уму она часто разгадывает замыслы других. Ее намерения при этом всегда остаются в секрете. Вот так вот. Вот так вот. Так, давайте-ка я посмотрю. Итак, начну с старшего сына. Так, 2016. Красная огненная обезьяна. Нифига, тут много текста.
В европейской традиции обезьяну принято чествовать уже в новогоднюю ночь, так, когда другое. Так, обезьяна символизирует, с одной стороны, ум, хитрость, общительность, наблюдательность, это мы читали. Ага. Огонь придает знаку властности, усиливает энергию, а красный свет дарит силу и тепло. Красная огненная обезьяна наиболее яркая из всех типов. Ее напористость и авторитарность позволяют ей многого добиться. При этом она не выносит рядом других сильных личностей. А дальше там, короче, в 2016, тут, короче, дальше совершенно какая-то другая тема написана. Как встретить 2016 год? Что одеть? Что подарить на Новый год? Ну, интересно, конечно. Мы вот эту тему прочитаем про 2024 год скорее. Что за водяная обезьяна? Ты не мангу читаешь, но... Не, это не манга. Так, теперь средний сын. Так, 2000... Девятнадцатый, по-моему, был. 19 же, да? По-моему, 19-й. Не, 18-й. Или 19-й. Нет, 19-й, точно 19-й. Я вот день помню, но год... Не, 19, по-моему. Точно 19. Так, желтая земляная свинья. Свинья символизирует, с одной стороны, честность, прямоту, вдумчивость, целеустремленность, миролюбивость, общительность, чувствительность, а с другой — наивность, медлительность, категоричность, праздность, поверхностность. Земля дарит свинье основательность, а желтый свет — мудрость принятия решений. Окей. Желтая земляная свинья умеет распоряжаться деньгами. Удачлива в бизнесе. Будущий бизнесмен растет. Она тщательно планирует любую деятельность. Это всегда дает положительный результат. Ты заебал. Да, конечно, блядь, ты что гонишь? Я просто год не могу вспомнить. Но вспомнил. Shut the fuck up, как говорится. Shut the fuck up. Так. Так, 2020 по восточному китайскому календарю это белая металлическая крыса. Крыса символизирует, с одной стороны, жизненную активность, ум, обаяние, практичность, целеустремленность, общительность, а с другой — хитрость, жадность, нервозность, завистливость, критичность. Стихии металла придают знаку прямолинейности и твердости. Белый цвет смягчает жесткий нрав спокойствием, терпеливостью. Белая металлическая крыса никогда не уступает. Она резка, однозначна и остра на язык. Это портит жизнь и ей, и окружающим. При этом изменить характер не в ее силах. Может, они же колючатся. Да, смейтесь. Так, давайте 24 год посмотрим. 2024 год это будет синий деревянный дракон. Давайте нарисуем потом синего деревянного дракона. Или, скорее всего, его можно будет найти. Так, дракон символизирует, с одной стороны, яркость, это мы читали. Та-та-та. Синий дракон, да. Дерево придает знаку выносливости и стремления к переменам. Синий цвет добавляет духовности и благоразумия. Синий деревянный дракон постоянно самосовершенствуется. Его цель — стабильность, стабильный рост, развитие.
Обладает незаурядным умом и отличной памятью, что позволяет ему многого достигнуть. Вот такие дела. Прикинь, я дракон и столяр по профи. Ха. Трудолюбие, да. Энергичный. И синий. Похоже на правду. Да, немного минутка была шизофрении. Тут клуб металлистов. Да, прям все металлисты, оказывается. Немного земляные, немного водяные. Черные, синие, красные. Нормально. Синие этажом выше. Белое, металлическое. Прикольно. Так, что-то я хотел. Боже мой. Это какой-то Санта-Клаус сейчас в Америке. Старается защититься от ограбителей, которые по непонятным причинам любят рэп. Не знаю почему, но есть такие догадки. И баскетбол. Да. Боже. Блин, он в аду просто. Вот это неплохо. Вот это, да, хорошее. Тоже прикольно. Может быть, этот Санта грабит, наоборот. Говорит желание, сукин сын. Мой пистолет заряжен углями, да? Этот уголек оставит дырку в твоей башке. Сука. О, боже мой. Да. Не, ну это очень годно. Это прям вообще кайф. О, как же хорошо.
Беркласс. Этот Сантор подарки не принесет, а за грехи снесет башку стабильного, как можно бояться. Да. Может, морду дракона пособачь? Не, сейчас придумаем что-нибудь с драконом. Пока вот эта версия, пускай валяется. Можно даже его побольше сделать. Микрочелик получился. Да, не все поймут, поймут лишь немногие. Интересно, на стриме это будет видно? Блин, хотелось бы, чтобы это было видно. Посмотрим, посмотрим. Так, дракон, да? Деревянный. Синий. Блядь, Ну-ка попробуем. Так, Blue Wood Dragon. Да, реально есть такие. Ну-ка. Спать пошел на эту веселую ночь. Давай, спокойной ночи. Уже 10:30, оказывается. Ну прям деревянного я, конечно, найти не могу. Но голубых драконов прям очень много. И прикиньте, я таким образом случайно наткнусь на фотографию гей-клуба под названием «Голубой дракон». На самом деле... Очень подходящее название для гей-клуба. Но не для обычного гей-клуба, а гей-клуба, в котором все друг друга ненавидят, но при этом как бы хотят трахнуть друг друга. И поэтому они пиздятся и ебутся. Да. Такой гей-клуб не сгорит. Да. А, вот он. Погоди, что? А, это другой. А, нет. Нет, тот. Нет, тот. Все верно. Вот он ваш голубой деревянный дракон, грубо говоря. Символ этого года. Точнее, следующего. Хотя, что удалить-то?
Так. Обязательно сохранить. А это год кого? Наш год. 2023. Этот год черного водяного кролика. Поэтому. Я бывало встречал. Ну, календари с черным кроликом. Я не понимал, почему. Год ебаной хуйни. Да. Короче, смотрите. Короче, восточный гороскоп 2023. По восточному календарю символом 2023 станет черный водяной кролик. Короче, вот этот текст был написан еще до того, как он наступил. Азиатские народы верят, что именно 4-й год лунного цикла самый счастливый, а черный окраска кролика, по убеждению китайских мудрецов, символизирует женскую энергию инь, которая испокон веков имеет темный цвет. Ну, короче, рофл-то в том, что самый счастливый. Так, многие думают, что кролик существо робкое и пугливое, но в китайской астрологии это тотемное животное отличается добротой, нежностью, стремлением к равновесию, домашнему уюту, а также решительностью и смелостью. Ну... Окей. Куда бак репост отправить? Не знаю. Погоди, что? Не, я максимально перепутал. Зеленый и деревянный, оказывается. 2024. Зеленый деревянный дракон, блин. Так, короче, такое. В общем, в прошлом году простолюдины не могли прикасаться к божественному дракону. За это могло последовать серьезное наказание. Но как символ года дракон вовсе не такой уж суровый. Считается, что под его покровительством всегда проходят едва ли не самые удачные времена. Удачные времена, ребята. Вот и от грядущего года дракона стоит ожидать хорошего, приятных перемен, встреч, решения многих проблем. 2024 год обязательно должен быть таким. Там прям восклицательный знак. Ведь тут добавляет свое влияние и цвет зеленый. В восточной культуре он обозначает спокойствие, гибкость, умение подстраиваться под обстоятельства без ущерба для себя. Кроме того, зеленый цвет символизирует народ. А это значит, что дракон проявит простым жителям планеты особую благосклонность. Ну, будем надеяться, как говорится. Будем надеяться. Написано СМИ. Нет, там все нормально. Но тут дальше написано, как привлечь удачу в дом и там прочее. Там уже реально Вуду тема пошла. Как правильно отмечать, где лучше встречать и что надеть. Вот это уже интересно. Блять, ебать, нихуя себе. Так, как правильно отмечать?
Не зря говорят, что как год встретишь, так его и проведешь. У каждого китайского символа есть свои предпочтения. Дракон не исключение. Чем больше внимания его желаниям, тем довольнее будет хозяин года. Окей. Так, где лучше встречать? Ага. Существо заметное, величественное, благородное. Он любит блистать и привлекать к себе внимание. Так что и встреча года под его знаком должна быть обставлена по-особому. Никакой рутины. Веселое, шумное и красивое празднество. Это тот редкий случай, когда вечеринку лучше всего провести на выезде, в кафе, в ресторане, в гостях. Впрочем, встречать дракона дома тоже не возбраняется. Мы же помним про гибкость хозяина года. Главное правильно подготовиться. Ну, окей. Что надеть? Ага. Скучные цвета оставляем другим знаком, а дракона надо ублажить фейерверком красок. Два главных цвета дракона – золотой и красный. И чем насыщеннее и ярче они будут, тем лучше. Ткани выбираем дорогие. Атлас, бархат, шелк, шифон. Одинаково хорошо будет смотреться как брючные костюмы, так и платья. Блин, я вот теперь хочу одеться как сука-мафиозник, но в красном. Типа, и так сидеть на стриме. Было бы классно. Мужчины вряд ли наденут Фаден Киркор. Ну, а вот, короче, написано. Мужчины вряд ли наденут красные пиджаки и брюки. Но что-то алое, бордовое или золотое в праздничном туалете все же должно быть. Можно выбрать красную рубашку с драконом на спине, красный галстук. Ебать, красная рубашка с драконом на спине. Ебать. Найти бы такую. Это типа прям ты косплеишь триаду или не знаю. Ну, звучит офигенно. Или просто оригинальные красные носки. Не относится слишком серьезно. Ага, так. А в конце концов, это может быть просто розовая карнавальная вещь, купленная накануне в магазинчике товаров для праздников. Носить ее потом в повседневной жизни вовсе не обязательно. Если красные цвета и золото вовсе не ваша история, отдайте предпочтение зеленому. Тут каждый сможет выбрать оттенок по вкусу, ибо палитра на редкость богата: малахитовый, аспарагус, лайм, шартрез, нефрит, хаки, мята, морской зеленый, камуфляж, оливковый и так далее. Камуфляж. Жесть какая. Не забываем про аксессуары. Запонки, подвески, эффектные большие серьги, заколки. И все это должно быть золотого цвета. Я, бля, татуху ебану с красным драконом с двумя золотыми самами. Самыщ. Жесть. Так, ладно. Там я пропустил правильно украшаем дом. Я это, пожалуй, пропущу. Есть как накрыть стол. Стол, ребята. Стол. Главное место праздника. Скатерть. Выбираем белую или красную. Обязательно к использованию свечи, декоративные элементы, ленты, красивые салфетки. Стол должен быть нарядным и манящим. Попробуйте создать имитацию китайской императорской трапезы. Изучите местный этикет. Меню и, может быть, предложите гостям есть палочками. В этом году угощение должно быть особенно щедрым и вкусным. В гости, как-никак, пожалуют особо приближены к императору. На столе должна быть не менее 12 блюд. 12 блюд. А если это будет 12 сортов разного уберкваса? Ну, тоже, да, наверное, сойдет. Ну, в общем, все зависит от вашего воображения, я думаю. Но главное, чтобы, типа, 12. Я бы прожал, как гость будет хавать оливье палочками. Да. Так, начните трапезу... так, подожди, там что? Не волнуйтесь, в самой тарелке кушания можно класть не так много, чтобы не лопнуть. Да ты что? Начните трапезу с супа.
суп, блядь, в Новый год. Суп. Вы когда-нибудь ели суп в Новый год? Я не помню такого вообще. Я даже пытаюсь вспомнить детство, чтоб суп был. Вообще бред какой-то. Далее в меню обязательно должны быть блюда из риса. А закончить подчевание следует зеленым чаем. Не забудьте про фрукты нужного золотого цвета: апельсины, мандарины, хурму. Ну да, ну ты, конечно, выдал. О, вот это тоже интересно. Что дарить в год зеленого деревянного дракона? Типично бытовые полезные подарки оставьте на потом. Сейчас время удивлять и впечатлять, так что придется напрячь фантазию. Предпочтительно дарить эффектные вещицы для секса. Например, дилдаки, фалоимитаторы, анальные пробки. Мужчинам и женщинам. Ладно. Чего ждать от года зеленого дракона? Ладно, я сейчас скажу, что там. Эффектные вещицы для интерьера, одежды и украшения. Ну, тут вообще ничего интересного. Да, ну тут реально ничего интересного. То, что я сказал, типа, выдумал ранее, это звучало намного забавнее, на самом деле. Чего нахуй? Если одариваемый любит острые ощущения, выбирайте полет на воздушном шаре или прыжок с парашютом. Дети обрадуют сеансу... в лазертеге. Я прочитал, как обрадуют сеансу в лазарете, типа. Ну, не знаю, в больницу пойдут, типа, зашибись, типа. Острое ощущение. Тире и пейнтбол, а также поездки в конный клуб. Зимой на шаре, да. Не лишним будут абонементы фитнес и книж... Ну, короче, полная туфта. Тут полная хуйня. Короче, чего ждать от года зеленого дракона? Так, ага. Так, в новом году нас ждет масса любопытных и приятных событий. Карьерный взлет, рождение детей, примирение после долгих ссор, экономический рост. Зеленый цвет почти во всех мировых культурах имеет хорошие ассоциации. Спокойствие, возрождение, обновление и рост. Но стоит помнить, что дракон умеет быть и очень опасным, бля. Не нужно его дразнить и вступать в сомнительные игры и аферы. Он этого точно не одобрит. Деревянный дракон — самое миролюбивое существо из всех своих собратьев. Он поможет нам приспособиться к новым реалиям и постарается избавить от потрясений. Ну как будто бы да. Как будто бы... Окей. Дракон... приметы на 2024 год. Тут ничего не написано. Просто написано, что дракон — это единственное мифическое существо среди животных календарного цикла. И что это значит? Что он способен сотворить свое волшебство. В 2024 году можно браться за такие дела, к которым мы долгое время боялись подступиться. Сейчас будет возможность свернуть горы. Не упускайте свой шанс. Измените жизнь к лучшему. Помните, дракон — это символ энергии, уверенности в себе и удачи. Дословное пророчество. Бляха-мух. Для России и мира. Предсказания болгарской провидицы более 50 лет находят отклик у жителей разных стран. РФ не исключение. Ее простые граждане и известные личности прислушиваются к мнению слепых. Ладно, сейчас смотрите. Интересный миф о драконах. Последний почитаю.
Тут 3 мифа. Не, полная хуйня. Был ясновидящий, который нет с нами уже четверть века. Многие из них Ну, короче, прикол в том, что у нее вроде как предсказание до 3000 года, короче, там расписано. Там прям сидел секретарь у нее и писал все. Типа того. их реальной жизни. В 70-х годах Ванга сделала несколько предсказаний о том, как сложится судьба России в 2024 году Ну и давай. останется ли у власти президент Путин. Возможность смены власти. Одно из пророчеств Ванги на 2024 год для России заключается в том, что нынешний лидер покинет свой пост. Сложно дословно передать, что имела в виду ясновидящая, физическую смерть президента или его уход в отставку. Женщина не уточняла эту информацию, она лишь указывала. Блять, вот чтобы вы понимали, да, чтобы вы понимали. Сейчас я сразу вот задался этим вопросом. 213 тысяч просмотров 3 месяца назад вышло. Всего 2 лайка. Людям это не понравилось. Походу, там будет прям так себе. Дальше будет так себе. Но просмотров-то, конечно, прям нормально. 213 тысяч. Беливеры. Что Путин вернется в Беливеры Россию, на когда в ней месте. будет все благополучно, и страна станет более могущественной. Погоди, что? Что имела в виду ясновидящая, физическую смерть президента или его уход в отставку. Женщина не уточняла эту информацию, она лишь указывала, что Путин вернется в Россию, когда в ней будет все благополучно. Камбэк Страна будет, станет более камбэк. Он еще и камбэкнется. На 2023 год Пиздец. относительно смены власти в России. Одни Жесть считают, какая. что Путин вновь пойдет на выборы. Другие утверждают, что он снова сделает своим преемником Медведева. А по мнению третьих, российским лидером станет другой, совсем неизвестный широкой массе человек. Есть версия, что новый президент РФ будет проводить примерно такую же политику, как Владимир Путин. Как звучало предсказание Ванги на 2024 год дословно, знала только сама провидица. До нас дошли лишь разные трактовки. Нельзя сейчас проверить, какой эксперт более правильно передает информацию. Возможно, упоминая сильного русского правителя, женщина имела в виду не только Путина, но и других людей, которые будут править после него. Она часто говорила имя Владимир, но оно могло быть завуалированным, либо относиться к другим политическим деятелям страны. Чтобы проверить, что имела в виду пророчица, остается только ждать. Например, исследователи не придавали значения ее словам о большом количестве военных жертв со стороны РФ в 2020-2022 годах. Теперь ясно, речь шла о событиях в Сирии и Украине. Предсказания Ванги на 2024 год относительно Украины и РФ. Ясновидящая часто предсказывала будущее с помощью метафор и аллегорий, без упоминания конкретных людей, мест. Например, о конфликте в Украине она высказалась примерно так. На территории Черноморской страны в 21 веке начнется война. Провидица предсказала начало противостояния в Донецкой и Луганской областях, которое, по сути, разделило страну на две части и привело к дальнейшим вооруженным столкновениям. Есть эксперты, которые заявили, Надо что будет Ванга видела подожди, именно я в прочитаю комментарии. 2024 году разрешение конфликта. По ее словам, в этом будет заслуга нового президента Украины. Пока еще неизвестно, кто им станет к тому времени. В 1993 году пророчицу посетил украинский журналист Константин Долгов. Пророчица сказала ему, что примерно в 20-х годах земля станет черной и смешается с кровью, и 7 лет на ней не будет покоя. «Ты будешь бежать, как бегут другие», — заявила она журналисту. По ее словам, мир в Украине наступит тогда, когда другой правитель возьмет ее под защиту. Причины проблем на соседней территории Ванга видела в смене власти. По ее предсказанию, народ выберет молодого и всем известного в народе лидера. Ну, И сначала его выступления будут всем нравиться, а затем начнется смута. Уже можно сказать, что пророчество сбылось. жесть. В
ключе военных событий Ванга упоминала РФ как страну защитника и заступника, который объединит два государства. Там очень много По беливеров. словам экспертов, точных дат она не упоминала. Там очень много беливеров. Беливеры вообще жесткие. А, следующий год высокосный, что ли? Ничего себе. Время покажет. Старушка права, скоро все будет хорошо. Помазанник Божий, царь грядет. Посмотрим, поглядим. Сердечко, сердечко, сердечко. На Бога надейся, но сам не плашай. Я подсчитал года. 2009 год сгорела хромая лошадь. 2016 год сгорела зимняя вишня с детьми. Я боюсь, что будет 2024 год высокосный. 2018 год зимняя вишня. Что за ники у народа? Серега, Алекс Кор. Серега 2020, точнее 2303. Алекс Кор 1885. Чего нахуй? Дамбит Яна 96. Дамбит. А почему не долбит? Комикс Лайт 1385. И там дохера юзер, вот эти вот. Релакс Йотух. Также и юзер. Ну такие. Если история циклична, то 2025-2028 худшие года. Думаешь? Не, не может быть. Ну, я надеюсь, что не может быть. Учитывая, какие технологии сейчас. В том плане, что, новости там прочее и так далее. Типа, например, я вполне себе уверен, что, например, в те же года прошлого века могла идти война, там год целый, и люди не могли об этом знать там какое-то время. Там, точнее, ладно, не год, но месяцы точно. Иди нахер. Не говори так. Ты что? Не говори так. Тьфу-тьфу-тьфу. Да за что? Да за что? Да. Довольно никогда не прекращались. Это да, но... Но просто я верю в ту штуку, что, скорее всего, существование ныне быстрой связи, и вот это вот всего, то, что, как-то народ будет иначе реагировать на всякие разные вещи. Я не знаю. Я просто надеюсь на лучшее. Можно притянуть за уши любой конфликт и сказать, что Ванга предсказала. Да, конечно. Можно было бы и сказать, что
для много чего, короче, чего угодно совершенно. Ох уж эти предсказания. Так. А так, надо бы что-нибудь такое. Я вот думаю, может как 2 года назад или 3 года назад. Я в каком-то году, помню, стол на стриме накрывал и сидел с вами. Было такое. Вот типа такого тоже сделать, что ли? Янга с тобой не помню. Были. В каком-то году я что-то такое делал. Январь, я помню, стримил. Но в какой-то Новый год... Не, ну прям куранты я, конечно, никогда ни разу вот прямо так не этовал. А так, типа вот, что после того, как я встретил Новый год с родными и там прочее, после, как правило, чуть ли не всегда заводил стрим. Ну, то есть уже, да, 1 число начиналось, то есть уже все, 2024 год наступал. Я проводил стрим чуть ли не всегда. Чуть ли не всегда. Так, сейчас другого дракона ебану. А я знаю, как сделаю. Так. Китайский на Chinese Dragon. Ты только что стримил 2 часа, 22 минуты, 22 секунды. Ну, что поделать? Ну, все мы мечтатели. Все мы хотим, чтобы Новый год прошел хорошо, чтобы в следующем году все было отлично. Да и сам Новый год такой. Самый ожидаемый. Чуть ли не самый ожидаемый в этом веку. В этом десятилетии, по крайней мере. Это точно. Я уж не помню, чтобы люди так ждали Новый год. Просто пиздец. Типа, чуть ли не с октября вот эта вся движуха начинается новогодняя или с ноября. Ну, уже с 15 ноября уже точно трубили всю эту новогоднюю тему. Не говоря уже о социальных сетях. В социальных сетях-то там вообще... Нарядишься Деда Мороза ради детей или не верят в Деда? Верят. Но они знают, что я Дед Мороз. Я не знаю. Было дело, много раз наряжался Дедом Морозом.
для детей. Было много раз. Много раз. Ну, в принципе, вот давайте вторую версию Уберкласса сделаем. Все-таки хорошая идея. Как предлагал Машрум. Будет Уберкласс с Санта-Клаусом, который пистолет держит. Нет. Это явно хуёво кончилось. Я в этом уверен. Ну ты, наверное, из вежливости меня спрашиваешь. И сам уже готов закинуть. Чего? Это на ютубе даже, блядь. Я рад представить нашего гостя, Гелена Винзера из Ричмонда, штат Вашингтон. Я впервые услышал о Гелене несколько месяцев назад и был потрясен. Это человек с уникальной зоной поражения. Просто соскребем обратно в пузырек. Я только что обеззаразил свою ладонь. Ой, нет, не совсем. До сих пор радиоактивно? Да, это называется остаточная радиация. В соответствии с федеральным законом об этом инциденте необходимо известить соответствующие службы. После обеззараживания все радиоактивные материалы должны быть помещены в специальное хранилище радиоактивных отходов, чтобы не распространять радиацию. Я подхожу на роль хранилища радиоактивных отходов? Блять. Пиздец. Вещество, которое я только что съел, не растворяется в организме. Дай-ка угадаю, он умер, да? И неощутимо на ощупь. Спойлер. Он Без умер. вкуса, без запаха, неощутимо на ощупь. Как оно может мне навредить? Из-за того, что я ел его на лекциях в течение 2 лет, штат Вашингтон решил конфисковать мои образцы урана, чтобы я сам себе не навредил. Что за бред, блять? Он... Подожди. Он и до этого ел их? А зачем? Доктор Фолтон из Хэнфордского центра медицины как-то позвонил и сказал: «Гелан, мне сказали, один из твоих ребят отравился сегодня ураном. Мы немного поговорили, и он мне: о, так это ты был?» Я ему: слушай, я могу съесть урана столько, сколько захочу. Он мне: ты себе почки посадишь? Как у тебя почки? Ты отлично. Тебе нужно в течение 4 часов пройти хелатную терапию. И вы что, собираетесь за мной по всей стране ездить и проводить сеанс хелатной терапии каждый раз после того, как я съем уран на лекциях? Помни, Гелан, мы тебе предоставим любое медицинское обслуживание. Мы не хотим, чтобы с тобой что-нибудь случилось. Я ему: что, включая помощь полицейского спецназа, который участвовал в конфискации 4 дня назад? Брусок металла с плотностью 19 грамм на кубический сантиметр. Если разбираетесь в химии и физике, то должны знать, что существует только 2 металла с такой плотностью: плутоний и уран. Радиоактивный, пирофорный, с плотностью 19. Вне лаборатории большинство из вас бы не отличило уран от плутония. Я сказал, что он тяжелый. Они носили украшения из урана, красиво были, а пиздец. Охуеть. Да. Это, конечно, да.
Давайте посмотрим, радиоактивен. Да. Пирофорный. Что это означает? Пиро. Огонь. Сейчас он черный на конце. Мы видим искру, потому что он пирофорный. Так как это плутоний, я только что загрязнил территорию площадью 1 квадратная миля, превысив все допустимые официальные лимиты. Ну еблан. Кому-то смешно? Я серьезно? Официальная наука однозначно заявляет, что я только что произвел радиоактивное загрязнение 1 квадратной мили. Теперь брусок на конце серебристый. Завтра он опять почернеет, так как металл самоокисляется и чернеет. Плутоний, так и уран. Блять, типа он что-то пытался доказать или что вообще, типа... Или он супергероем хотел стать, я не понимаю. Ёпта, американец просто какой-то. Не опасно для здоровья? Да, опасно. Потому что из объединенного урана делают боеприпасы 50-го калибра. Пиздец. Для ручного огнестрельного оружия. В 1976 году они поставили крест на бронетанковом вооружении. Теперь один пехотинец может с помощью винтовки уничтожить 65-тонный танк. Пуля пробьет 3 дюйма брони и на другой стороне превратится в белую горячую вспышку. И весь экипаж в трупе, потому что вспышка выжгет весь кислород вместе с их телами. С 1976 года бронетанковые войска не имеют смысла, и вы даже об этом не слышали. Они производят 10 тысяч таких пуль каждый день. У них их достаточно, чтобы несколько раз уничтожить все танки СССР. А ребята в Министерстве обороны об этом не говорят ни слова. Да, это вредно. Как и свинец. А что за прикол он рассказывает, блин, про оружие, которое... Не, если оно в теории могло бы быть, вот о чем он говорит, да, типа какой-то чел, просто могли создать, ну точнее, они могли создать оружие, которое стреляет пулями, которые могут пробивать броню танка и уничтожать экипаж. Звучит как пиздец какой-то, но если честно, я могу представить, что такое оружие реально было, например, да, и почему его не стало, типа, например. Это же охуеть, какие большие деньги люди потеряют, особенно правительство, если такое вооружение появится. Прикиньте, сколько танков, сколько техники вообще станет максимально неэффективным, если такое оружие начнет существовать. Такое дерьмо в зародыше, наверное, было уничтожено. Такие, такие технологии вооружения. Он тоже вреден для здоровья. Типа полный бред. Особенно если он в пуле 45-го калибра прилетает в грудь на скорости 2600 футов в секунду. 45-го калибра. Дело не в материале, а в механическом воздействии. Давайте будем внимательны к словам, которые используем. Этот кусок свинца был извлечен из трупа. У меня сын заместитель шрифта, одолжил для лекции. Это называется смерть вследствие отравления свинцом. Все остальное только воображение, потому что свинец тоже не растворяется в организме. Че сказал? Смерть от отравления Это стержень свинцом. кобальта-60. Если поместить его в нейтронное поле в реакторе, он превратится в кобальт-60, который испускает гамма-излучение. В медицине его используют, чтобы обучать пациентов мощностью 7000 рентген на одного пациента. 6000 рентген. Общая доза обучения всего персонала АЭС Three Mile Island за последние 6 лет что-то около 1500 рентген. Дозу в 5 раз больше получает один человек в учреждении системы здравоохранения. Теперь вы понимаете, почему я называю федеральное законодательство нелепым абсурдом? Если вы живете по нему, может быть, вы тоже выступаете нелепо.
Какой бы был смысл существования огромных трансконтинентальных линий энергопередач, если им бы пришлось конкурировать? Чел хайпует тем, что он против законодательства США идет. Почему они хотят, чтобы у вас появился такой реактор? Понял. Потому что они федеральный энергетический картель. Им нравится назначать цену, лимит производительности и решать, кого подключать, а кого нет. Не будешь платить налоги, тебя отключат. Это называется власть и контроль над провинциями. И они это любят. Они не хотят, чтобы вы стали энергонезависимы. Если бы у вас было по одному реактору на каждые 10 кварталов, вы бы послали федеральное правительство куда подальше. Фантазер, ты меня называла. Фантазер. Плутоний сожрал. Блять, он не один такой был. Были еще другие, серьезно. Я хуею. Ну давай, хули. Раз уж мы встали на эту дорожку, так сказать. Посмотрим. Да, чел. Тоже хочу посмотреть. А, понял. Такого видео нету. Но это, наверное, ужасно. Ну, явно человеку пиздец полный наступает. Причем пиздец лютый. Не бесповоротный. Есть такое только что... Есть такое, только учти одно. Для реакции нужна масса, а не пытаясь, но нужно 0,5 килограмм урана, чтобы началась реакция, воздействие, взрыв, бомба, работает так, берут только куска урана. 235, полу вокруг взрывчатка подрывает, и две полу сталкиваются, происходит неконтролируемая реакция. Нужна масса урана, есть америте и распад урана из него можно сделать в теории. Но это тяжело контролить, и от этого отказались. Типа ты про то, что можно создать винтовку, стреляющим этим дерьмом, типа, и взрывающие танки. Фугас можно запихнуть уран. Интересно. То есть, скорее всего, такая технология все-таки применяется, да? Жестко. Жестко. Ладно, больше ничего не добавлять не буду. Ну не знаю, дракона хочется добавить какого-нибудь. Ну хоть какого-нибудь. Ну дракон слишком агрессивный. Хочется... Они пытаются, не ты такой умный. Да это понятно, но просто... Я
Я просто думаю о том, что они, скорее всего, попытки эти, ну, пресекали. Чтобы, не дай бог, это реальным стало. Вот в такое дерьмо я верю. Если вот они могли реально такое создать и шла какая-то вот в этой теме разработки какие-то дохера, ну, данных было по этому поводу собрано, то потом, скорее всего, эти данные были уничтожены. Чтобы, не дай бог, они создали. Вот зеленый вам дракон. С подарком. Так. Эх. Давайте какой-нибудь видос включу. О, давайте. А, блядь. Тут, я думаю, какая-то какофония ебаная. Все-таки два окошка с музыкой было открыто. И сегодня мы будем выживать в лесу. Мы будем сегодня жарить шашлык. У нас осталось еще с лета куча угля и мангалы. Обычно мы в этом месте жарим шашлыки летом. И никогда не приходили сюда зимой. И сегодня пришли, и мы были в шоке от того, что до неузнаваемости изменилось здесь местность. Вы спросите, почему я тут, решил зимой жарить шашлыки? Да потому что у нас сегодня выживалово. Пиво выживалово. И мы сегодня будем выживать. Он как будто не очень тепло одет. Здесь с ипой 7%. Сейчас мы поставим мангал, разожжем угли и уже будем пробовать. Пусть пока постоит здесь, подождет своего часа. Йоу. У нас свой вайб. Да, никогда не делал шашлыки зимой. Сегодня такой экспириенс. Сначала мангальчик надо расфигачить. Ну, пиво так называется, выживало. Он дегустирует пивасы и делает на них обзоры. Это пивозавр. Пивозавр. Потому что я взял с собой вот этот нож на всякий случай. Сука. Нож моего бати я так и не вернул. Бля. Озон. Надо быстро все это сделать, пока не потемнело. Офигенное выживание. С тобой никто не выживет, уже полчаса мутузишься. Это все для того, чтобы, обозреть пиво, писец. Ну ты, конечно, придумал, чувак. Чем еще, вас удивить, а? Чтобы, смотрели сраные видосы. Зимние, шашлыки. Чё она не разъединяется? Решили как-то мы собраться с ребятами поесть шашлыков. Так, четвером, чисто маленькой компанией. Я пошел за углями.
за мангалом, все это погрузил на велик и привез домой. В итоге на шашлыки мы не пошли, а мангал и угли, 2 пачки, остались у меня дома. И так и лежат уже сколько времени. Уже полгода, наверное, прошло. И вот вышло пиво Выживалово. И мы сейчас будем выживать здесь, в недалеком... Как недалеко? Короче, за автоцентром. Тут больше делаем шашлыки. Вот все летние ролики, короче. Так, Здесь... если ты шаришь в оружии, натовский патрон бронебойный состоит из уранового сердечника, ибо самый плотный металл наш из вольфрама, второй по плотности. Или... Объединенный уран. Ничего себе. Здесь у нас... И тут, Не, я не знал. оказывается, еще и можно и зимой Я не потусить. очень хорошо разбираюсь в этом. Никого нету, отлично, просто можно Признаюсь честно. посидеть здесь. А главное, сейчас быстренько сделать костер, потому что самое главное это тепло. Мы должны сохранить тепло. Поэтому, блин, давай, впихивайся. И еще пока темно не стало, потому что у нас темнеет 4 часа. Сувайся давай. Вот почему этот мангал стоит, блин, 100 рублей. У него пернешь, он сразу это разваливается. Все, засыпаем. Как на белом круто смотрится черное. Я знаю, что надо типа розжиг разлить, вот, облить, и чтобы он постоял, чтобы пропитался. Не сразу его поджигать, а чтобы пропитался. О белом-белом покрывале января. Ты-тыри-тыри, полюбила ты меня. Пиво, пиво, главное пиво. Выживалово, ребята, Выживалово. Че, холодно? Конечно. Ну побегай там, крутись, в стекло только не попади. О, пошла жара, походу. Ну все, иди грейся. О. Папиросочку закурим. Не получается что-то. Блин, я брови обожег. Блять, у него есть брови? У него, по-моему... Нож! Я думал, он фул лысый. Пока у нас разжигается, давайте попробуем пивка, наверное. Пивко Выживалово. Этот напиток варился Были. еще в древние времена Понял. лесными волхвами. Его пили воины, чтобы поднять свой боевой дух. О, Они блядь. обретали свиреп дикого зверя. И в то же время были спокойны и рассудительны. Выпив этот чудесный отвар, вы получаете Кровь настоящую из силу носа пошла. предка. У меня аж кровь пошла. Отлично, Выживалово. Я выживал. Вот боролся. Вот этим ножом убивал медведя. Вот этого. Из деревни дураков. Все по-настоящему. Кровь настоящая. Я настоящий. Огонь Сейчас прям настоящий. мода пошла. Жена. Особенно после Мэдисона. Всякие блогеры делают пиво и тому прочее. Ну, продукты свои стали выпускать. Даже Влад А4, блядь, я немного даже реально, офигел, когда увидел всякие разные напитки, газировки от Влада А4. Причем они, сука, популярные А такие. настоящая, понимаете? Приемник. Он тоже в год дракона. Ну, не знаю, когда он родился. Но выяснить можно, я думаю. О боже, это инопланетянин. Романтика. Ой, бля, сломала. Блин. А, нет. Так, ну что, ребята, 7% ИПА. А тут не написано, правда, сколько горечи. Но, судя по всему, это Брюмен West Coast ИПА. Йоу! West Coast. West Coast ИПА. И как там? West Coast ИПА. Йоу! Начальная плотность 18%. Говно, Градусная. говно. Пипец просто. Сейчас согреемся как Ну, раз. я уверен, честно что они его Выживалово купили практически не где-то- смотрел. Начал смотреть вот только когда готовился к этому видосу. Ну такой стёбный чел. За честно 500 говоря. рублей, что-то в том роде, знаешь. Такой Влад стаканчик Бума от куда Bubble пропал? Tea. Пропал Пахнет куда-то. балдёжно. Ну, естественно, у него, бля, ебать бизнес, нахуй. Пш. Я бы на его месте вообще бы не отсвечивал. То есть, ну, просто ничего не надо делать.
уже, считай, ну, производство там прочее, прям Ну, честно бизнес. говоря. Нахуя чё? Хвойные ветки в лесу не хвойно. Скорее всего, он, ну, не Каком-то знаю даже. Короче, напристан, не знаю, каком-то лесу. какой-то очень Попробуй. толковый человек, конечно, с ним. Ой, да. Хотел сказать супер горькая, но нет, не горькая. Наоборот, довольно насыщенная. А вот мистер Хорошая Бист не рыба, пропадает. хорошая. У Я меня думал, тоже она Бист. будет Да, супер кстати. горькая. Привет, Она Фистал. прям нормально, Здорово. горечь быстро уходит. Но вот эти нотки, конечно, мне не очень нравятся. Но ИПА все-таки на любителя. Пивас начать выкладывать с лучком. Хорошо-то как. Блин. Давай положим, короче. Посмотрим, как это будет. Блин, надеюсь, у нас ничего не развалится. И можно прикрыть фольгой, чтобы у нас тепло не растрачивалось. Так, ну что, ребят, давайте дальше дегустировать. Не, слушайте, очень приятная ипа, очень приятная. Особенно вот эта естественная холоднота, которая она Бедная. не остывает. Она И прям- такая же холодная, сохраняет свою температуру. Не, ну балдеж, ребята, балдеж. Я думал, горечь будет супер горечь, потому что, типа, выживалово, там самые жесткие должны быть условия. О, Типа, должны встретились быть знакомые. жесткие градусы, 7 градусов. Друзья И еще встретились. должна быть супер горькая, потому что она должна тебя возбуждать. побежди меня. Бля, горькая, озон, бля. А тут за жесткой оболочкой у нас получается очень приятный человек. И в то же время приятное пиво. Мне нравится, мне нравится. Пошел по комнате дымок, дымок. Дымок окутал потолок. Довольно яркий, насыщенный вкус. И в то же время чувствуешь, как будто сейчас будет супер горечь, но ее нету. Отлично. Вот это прям супер. Я думал, сейчас буду корчиться от горечи, как от прачки, например. Хорошая ипа, что могут пить даже люди, которые не очень любят супер горечь. Не, ну балдеж же, ребята, балдеж. Вообще. Золина? Надо Еще нет, рядом кстати. еще костер ставить. Блин, Рядом с мангалом. надо бы глянуть. Ну и балдеж. Ну все-таки мы недалеко отошли от города. И уже, смотрите, какой балдеж. Если бы нормальный еще мангал был. Ей вообще не по кайфу. Да хотя вроде и прикольно. Не особо любители морозить жопу, конечно. Что-то задымило, да? Блин! Огонь. Нам огонь не нужен. Сейчас спалит все. Ну, пригареньки это тоже круто, но... Ой, хорошо-то как. Еще один лайфхак для выживания. Если у вас осталась банка от пива, то вы можете срезать вот эту кромочку. Блин, да что ж такое? У нас все уже подгорело, блин, 10 раз. Продеть здесь палочку и подогревать на костре любую жидкость. Можно даже сварить здесь суп. Я сейчас не буду это делать. Не хочу портить баночку. Но когда это уже стоит на грани выживания, конечно же, я бы испортил эту баночку. Не, ну балдежное пиво, честно говоря. Вот такую... А что, ты ипу я бы стримишь, что пил. ли, Фистал? Не чувствуется, кстати, вообще алкоголя. Что я забыл Хотел сказать. чекнуть твой Алкоголя канал, но вообще там не ничего нет. чувствуется. Как Но будто потом бы. чувствуешь его в голове. Типа содержимое недоступно Потому что написано. нормально так. Сочный, вкусный. Да, отлично приготовилась. Какой балдеж, ой. Не, ну просто так бы я бы не стал. Ничего наверное, не делать. делаешь. Это А, дорогого понял. стоит. Без камеры это, конечно, тупо. Все Типа, стримеры, знаешь, это любитель, да. который хочет именно такой, любит такую херню. Вот эти пригаренки обожаю просто. Пригаренки просто обожаю. Кайфовать, будем кайфовать. Кайфовать, будем кайфовать. Ну вот, ребята. Угощайтесь. Ну вот и все, ребята. Я рад, что все получилось. Все хорошо вышло. Реально Дерьмо, шашлыки что у нас сделал. сломалось, но мы вышли хорошо из этой ситуации, и у нас ничего не развалилось. Так что тщательно устанавливайте мангал, потому что иначе он потом развалится. Даже вот этот за 100 рублей тщательно нужно... А, 100 рублей, ничего себе, Скажите прикольно. спасибо Выживалова. Выживалова и Бирварии, который меня надоумил снимать это видео. Точнее, я это видео придумал. Пиво вышло, и поэтому у меня возникли такие вот ассоциации, и я их воплотил. Все прошло удачно, так что всем пока. Подписывайся, оценивай. И
Сделайте такой же шашлык зимой, если вы безбашенный чувак. Ну, чуть-чуть сгорел, да. чуть-чуть сгорел. Ну, такие дела. Трек. Что такое геморрой, когда тебе за 30-ку? Пробитое днище не держит прокладку. Что такое от депрессии в 3 ночи уснуть? Не знаю. Я знаю, что меня такое не волнует. Я чё, пидор какой-то? Осуждаю. Будет вам гойда, тупые зумеры придумали сами себе болезни и ходят печальные под грустные песни. Хм. Что такое релиф? Это ректальные свечи, засаленные куртки, пиво на вечер, жена ебучая, мозг, тарелка полная гречи, друг намотавшийся на валы, на всю жизнь искалеченный поколение. Плакс, рабы, афобазола, штаны, надевшие ширинкою назад после школы, рекордсмены по нелепым самовыпилам самым. Мне похуй, я камень. Я 18 поженился, в 20 сделал ребенка, в 25 я уже выглядел на все 48, а чем похвастаешься? Ты, может быть, жопой побритой, ты бреешь подмышки, ты чё, пидор, красишь ногти, и зачем ты отрастился? Я падла без паспорта, я бы тебя не отличил и от бабы, что с молодежью случилось. Влияние Европы, если б у меня хуй стоял, я б тебя выебал в жопу. Хм. Че, сам написал? Вы не поняли ничего. Не, на самом деле я понял. Нет, ты сам написал? Не твое? А. Хм. Ну, хороший. Не, ну, музыка хорошая. Не поется нормально. Ну, то есть, в общем и в целом годно. Не, слишком дохуя слов на букву П. А так я подумал, что это типа твое, поэтому чисто из интереса. Эх. Хм. Ты Зули на стриме смотреть хочешь или так сам? Ну, не знаю даже. Вообще планировал, скорее всего, сам, когда ты мне сам, ну, ты вчера об этом, вчера, по-моему, было, да? Вчера о нем рассказал. Планировал сам. Но идея посмотреть его на стриме довольно интересная. Реактор. Да. А пускай он такой будет, дракончик. Просто закрывает все сзади. Чё бы нет. Снежок. Хотя, что-то я...
Точнее, черный. Достаточно короткий. Так, ща. Так, давайте это... Это у нас скоро стрим новогодний. 2096. Давай, сейчас. Мы сегодня по гороскопу угораем. Жестко угораем. Жестко упарываемся, я бы даже сказал. Так, ну-ка, давайте заценим. Вы взгляньте, прикольно. Хорошо. Окей, мне нравится, мне нравится. Угу. Елочка есть. Сейчас вот еще, если я гирлянду добавлю. Так, надо гирлянду добавить. Гирлянды. Целый час, ничего себе короткий. Целый час. Жесть. Но по меркам Зулина это, видимо, короткий. Так. Одна Зулин минута. Ничего не понимаете. Блин. Так. И чё, как давно ты стримил? Звучит так, как будто очень давно. Привет, друзья, с вами Зулин. Сегодня мы А. снова поговорим о Нет, я этого я не знаю, оказывается. Я вообще про другого Зулина думал. Погоди, блядь. Зуев, блядь, вот про Зуева думал. Окей. Лично давно мы этого не делали.
Нет, не поймите меня неправильно, я, в общем-то, всегда делаю обзоры на те игры, которые для меня так или иначе что-то значат. В частности, это одна из причин, по которым вы редко можете видеть у меня обзоры каких-нибудь новинок, например. Ну, еще потому, что моя видеокарта без лагов даже Blood Rain 2 с трудом тянет. Но сегодня случай совсем особый. Сегодня я расскажу об игре, которая не будет забыта никогда. Об игре, которую я проходил, возможно, даже слишком часто, и каждый раз открывал для себя Ну что-то так, новое. есть немного. Об игре, которая 12 лет создана обзора так, уже есть. что не состарится никогда. Во всех отношениях, особенно со стороны визуала. Я говорю об игре, воспоминания о которой всегда приносят огромные дозы ностальгической радости. Я помню оттуда почти все диалоги наизусть, однако этот обзор был прекрасным поводом, чтобы перепройти ее снова. Давай, Машу, И пока. знаете что? И так Она задержался всё ещё радует, сильно. и всё ещё Где-то кажется час назад ровно говорил, тем, что чем пойдет и спать. является настоящим спокойной бриллиантом ночи. индустрии. Я говорю, конечно, о Grim Fandango. Грим Фанданго. Проходил. Buenos días. Buenos días. Перед тем, как я начну, я должен оговориться, что этот обзор будет немножко выбиваться из общей канвы. Эта игра действительно стоит того, чтобы поговорить о ней с серьезным лицом, и вообще это скорее будут больше личные впечатления, чем объективная рецензия, но в данном конкретном случае личные впечатления всегда сильнее. Итак, Grim Fandango. Учитывая, что это игра от Лукасов, достаточно старые из вас уже догадались, что это квест. Для недостаточно старых есть довольно интересная инфа. Это квест. Место действия – страна мертвых. Ну, что большинство людей представляет себе, услышав словосочетание «страна мертвых»? Может быть огонь, огромные сковородки, пепельницы, наполненные тлеющими телами, может быть огромную реку из душ, куда периодически сваливается какой-нибудь полубог. Оказывается, нет. Офисы, дома, казино, дирижабли, демоны, которые как только не выглядят. В общем, все как у нас. Ну, как сказать, кроме демонов, разве что. Хотя, знаете, наверное, да, все как у нас. Встречайте наш главный герой, Мануэль Калавера. But I'm your friend. My name's Manny Calavera. I'm your new travel agent. Потрясающий пример того, как блестящий сценарист способен прописать Кто играет по-настоящему такую крепкого шляпу? персонажа, Ну, я не играл. рассказывая ничего Она о его охуенная. прошлом, но пользуясь лишь инструментами Потом, того, что происходит с персонажем. Типа ремастер это выходил, но... Ну, он нормальный такой. Не сказать, что прям сильно классно сделали. В настоящем времени на протяжении игры. Представьте, что Главной это игры уже в самой первой так выглядит комнате игра можно просто 98-го исследовав года. все предметы, ну и, соответственно, послушав все реплики. Легко. Уже можно успеть составить примерный портрет персонажа и начать ему симпатизировать. Better take these cards. It looks like a long Тогда такие day of игры были solitaire for популярны. me. Сразу же я должен извиниться за русские буквы по всему экрану, это версия такая. Надо сразу же заметить, что это именно та версия, в которую играло большинство наших с вами соотечественников. Перевод тут, конечно, тот еще. Я понимаю, что не очень-то честно, наверное, обругивать работу переводчика, которая была мало того, что сделана лет 10 назад, так еще и небось на энтузиазме. Но, и это важное но, на примере критики этого перевода я попытаюсь показать некоторые... Ну, тогда много квестов было таких, не конкретно таких, а вообще, ну так, чтобы чел ходил и там прочее. Но чем эта игра цепляла, это именно своей концепцией вот это вот всей. То, что, ну, страна мертвых, ты играешь за жнеца, который выбирается из страны мертвых, чтобы забрать душу умершего из страны живых, так сказать, и там прочее. Но это просто работа в стране мертвых. Прикольная тема, хорошая, очень прикольная. общие вещи, которые... Ну, что было? Сибирь была... Так, Сибирь... красивее игра я назову Full Throttle по-любому. Она, я считаю, объективно красивее. Своей пиксельной графикой она вообще охуенная. Тут она тоже, конечно, хорошая.
бесспорно. Но мне как-то больше Full Throttle нравится. Так, что еще было? Так. Ну, Сибирь целая серия была. Ну, всякие разные, типа вот эти вот, не Нэнси Дрю, а что-то как-то было там, что-то Сворд, типа Меч в камне или что-то в этом роде. Там целая серия была, но это типа full call, как будто бы был. Я на них как-то с презрением смотрел, думал, фу, не хочу играть в подобное. Просто в плане красивый квест, в котором ты типа тыкаешь мышкой и все такое. Там еще были вот типа Шорох, Мист. Блин, вот как она игра называлась-то? Типа Атлантида, что ли, по-моему, была какая-то. Типа, так. Атлантида. Игра, квест. Да. Она, блядь. Вот Атлантида. Вот Атлантида. Она тоже по визуалу была ебейшая, я считаю. Ну, какая-то... Не вот это вот, а какая-то вот... По-моему, вторая была прикольная. Хотя, может, и путаю. Вот Мист была жесткая. Мист. Третий, ну-ка. Нет, это слишком... Это вот слишком новое, как будто бы на самом деле. Вот вторая, по-моему, Мист была. Там больше тема с этим была. С Египтом связанная. Привет, Кос. Че стримите обычно? Да всякое. Характерные, в общем-то, для русских Вот, переводов. например, у для нас сегодня русского творческий стрим. Оверлейчики делаем, там прочее. Могу еще на самом деле, типа, зрителям что-нибудь сделать. Правда, если, закажут. Не за деньги, а просто так. Но все, видимо, думают, что за деньги, поэтому даже не пытаются просить. Всякого рода игры, бывают и сетевые. Но сейчас, вот, например, прохожу Last Fate. Метроидвания, но которую назвали как Soulsvania. локализаций. Кроме того, родная в этой игре, забегая, Кстати, блин. что это именно... Я со всей серьезностью заявляю, в Grim Fandango одна из лучших голосовых озвучек за все время существования индустрии. Я абсолютно серьезно. Каждый... Спасибо, Кос, за фоллоу. Большое спасибо. А усы почему не бреешь? Не знаю. Как-то подпривык к ним. А без усов как-то странно, что ли. Так, что там еще написали? Не нравится его интерьер, но и никакого хромака, и как у меня дома стенка. Узулина, понял. Так, представьте, что так. Узулина Сибирь, одна из любимых игр, там тоже обзор отличный. Угу. Квест Амерзон, только это плойки. Блин, я вспомнил такую же игру, как Сибирь, но там про Африку. И она, по-моему, также называлась тупо Африка, блять, или что-то в этом роде. Хуй знает, что-то такое было. Офигеть, я вспомнил такую... Да, была такая какая-то, типа Африка. Единого персонаж игры, а их прилично, озвучен практически идеально. Интонации звучат не просто правильно, Убедили не просто вы, хорошо стример. поставлены, а по-настоящему. Да, спасибо Я большое. уж не готов говорить Спасибо. о том, насколько актеры там жили А своей ролью я ревостек пью. Зашел вот очередной раз сюда. До этого тоже прикольно провел время в чате под Ревас.
из души и все такое. Спасибо. Я даже вполне могу представить, что кто-то просто с каменным Я, кстати, сделал новогодний пивас. Точнее, не пивас, а убер-квас. Блин, так. Вот. Представьте, что пьете это. Новогодний убер-квас. С Санта-Клаусом. Класс. Найс. ПОК 4,7. Филсгудность 12%, между прочим. Вот так вот. Ну и просто классический дракон. Ну, дракон, как? Ну, типа год дракона же зеленый. Поэтому дракона из Dragon Ball поставил. Тупо. Убер-класс за 150 рублей везет тебя куда подальше. Да. Но это просто мы здесь называем пиво убер-квасом. Привет, Маджима. Здорово. Привет, Фришмит. Что тут у вас? Творческий стрим. И смотрим обзор Зулина параллельно. рожей у микрофона делал то, за что ему платят, и то, что он умеет. Но, черт, разве не это все время делают актеры русских озвучек, которые прокляты на всю жизнь говорить голосами, которые все остальные люди уже где-то слышали, но не помнят, где именно. И я тут не наезжаю... Ну, меня просвещают. Меня просвещают. Вот Фистал напомнил о том, что Зулина порекомендовал, а я совсем забыл об этом, и вот сейчас смотрим. На бонусы, например, бонус клевый, да, и Горян сам по себе колоритен, но черт возьми. Если так, она относится скорее к правдивым, чем к забавным, чем к... Чего там не было изначально. И нет, я здесь не говорю конкретно о переложениях игры слов или интерпретациях каких-то сложных, которые в принципе допустимы, но, кстати, которые вот здесь конкретно переведены просто никак. Ну вот, например, один из моих любимых остроумий, ответ клоуна на просьбу научить скручивать шарики из воздушных шаров. You teach me how to do that? Well, since you're a beginner, why don't you practice the first step, which is blow? Да, окей, это почти невозможно перевести на русский язык и не потерять красоту игры. А что Но случилось? это не повод не ругать переводчика. Вообще в этом переводе количество смысловых ошибок просто угнетает. Серьезно, если на минуту представить, что вы совершенно не знаете английского, то вы будете вынуждены ориентироваться в сюжете исключительно вот по этим надписям. Иными словами, и я это гарантирую, вы ни хрена не поймете. Что довольно грустно, потому что вам тогда придется или учить английский, что вообще полезно, или играть с русской озвучкой, что вы не хотите делать. Сам я, конечно, с русской озвучкой играть не буду. Хорошо, что у меня есть люди, которые могут сделать это за меня. Эй, привет всем, Рева на связи. Как настроение? Давайте так. Меня тут Витас попросил записать ему кое-что из Грим Фанданга. Не знаю зачем, он мог и сам спокойно записать эти ролики. Но я попробую, что может, собственно говоря, случиться плохого, правда? Не было красного квадрата, в этом-то и дело, я вообще не понял. Моего бота, Мэнни. Это дракол. Это дракол, это дракол, это дракол. Одна из лучших моих работ. Ты не думаешь, Спарки? Памятовал, я должен где-то быть? Мэнни, мне что, снова нужно объяснять тебе твою работу? Моя пневмопушка пуста, как обычно. Знаешь что, Витас, пошел ты нахрен с такими приколами. Никогда не поворачивайся спиной к человеку, которому советуешь поиграть в Devastation. Впрочем, трудности перевода — это наша меньшая забота, обратимся к игре. Итак, вы умерли. Забудьте все, что знали до этого. Здесь мир мертвых. Здесь у вас одна цель — покинуть мир мертвых. Согласно ацтекским легендам, в коих, уверяю, лучше меня вы там найдете, цель была какая-то, типа то, что ты... Каждая душа может из мира мертвых попасть в 9-й мир. То есть уже не в мир мертвых, а во что-то вроде рая. Или земли обетованной, если вы Филипп Соседов. Но для этого каждая душа должна совершить путешествие длиной в 4 года, дабы искупить свои грехи при жизни. Этот путь полон опасностей, тревог и огненных вопросов. Ля, он курит с мундштуком прям. Но постойте, скажете вы. А что если я живу совершенно честную и безгрешную жизнь? Мне тоже нужно будет пройти 4 года пешком? Отличный вопрос, господин Сунцов. Отличный вопрос. Для таких, как вы, в мире мертвых существует специальная правительственная структура Department of Dead. Чем она занимается? Ну, если вкратце, то это эдакое турагентство, которое продает, соответственно, путевки в тот самый 9-й мир.
Валюта очень простая, что-то вроде кармы каждого отдельного клиента. Жили хорошую жизнь, получите полностью оплаченный круиз до ворот 9-го мира. Жили еще лучше, вот вам перелет на дирижабле. Жили совсем хорошо, Блин, перевозили поиграть, всех что ли? бабушек через все дороги, отдавали последние деньги в Amnesty International. Помню, я проходил ежемесячно один раз спасали в только. среднем до 3 детей и 5 кошек из горячих домов и слушали маму. Поздравляю, вы отправитесь в ад, потому что Amnesty International защищает террористов. Но если вы перечисляли их не Amnesty International, а, скажем, онкологически больным детям в Нижних Ебенцах, то вы совсем хороши, и ваша карма позволяет вам приобрести билет на поезд номер 9, который преодолеет 4-летний путь, в общем-то, за 4 минуты. Теперь, касательно нашего главного героя. Калавера при жизни, очевидно, вогнал себя в некие серьезные кармические долги. Ходят слухи, что он был пиратом, но это Monkey слухи. Island. И теперь должен отработать на государственной службе в этом самом департаменте. Продав достаточно билетов на 9-й поезд, он сможет сам покинуть землю мертвых. Итак, первое, что бросается в глаза, а точнее в пальцы с первых секунд, это управление. Грим Фанданго был чуть ли не первым квестом вообще, где была предпринята попытка отойти от системы перекликай весь экран мышкой и попробовать Ну ввести да, новую кстати. систему, которую я бы назвал «Следи за черепом». Мышка в этой игре, в отличие от других квестов и особенно лукасовских, здесь выполняет не как раньше функцию палки, которой игрок ощупывает игровое пространство, а функцию больше летящего из окна На куска баф у нас. технического обеспечения, так как все управление Ладно, да. выполняется с клавиатуры. Вообще все. То есть это у нас стиль больше адвенчурный. И это важно понимать. Но для квестов это да, это было сродни присадке человеку жабр. Рискованно. Итак, Ну, все мы вообще- помним, как работала старая система. Я примерно таким же образом и делал обзоры на кое-какие игры. Но я загонял в себя в рамки такие, то что я думал, надо делать видео коротким. И нельзя выходить за рамки 20 минут. Блять. Да. Ну, короче, на ютубе там есть на Mega Man Legends обзор, по крайней мере. Ну, обзор, за который мне не стыдно, по крайней мере. Навели мышь на что-то, что не является Ну, частью как обзор, задника, мышь просто. поменяла форму, пляшем отсюда. В новой системе за отсутствием мышки мы отличаем интерактивные участки с помощью самого главного героя. У-ля-ля. При появлении в поле зрения Мануэля чего-то активного, его череп повернется в направлении этого предмета, тем самым обозначая, что это можно либо взять, либо осмотреть, либо нажать, либо поговорить с этим. И вот, казалось бы, при чем здесь Прохоров? Новое течение и все такое, однако тогда, в далеком 98 году, многие люди сочли это крайне неудобным. Да, ну что я могу сказать, люди в 90-х были теми еще криворукими мудаками в этом случае. На мой взгляд, совершенно ничего неудобного в этой схеме нет. Во-первых, череп Калаверы, простите за каламбур. Какой каламбур? А что, не было? Извините. Череп настолько велик и поворачивается настолько заметно, что вероятность ситуации, в которой вы пропустите что-нибудь Ну, из-за видимо, того, да. что не разглядели, как персонаж повернул голову, крайне мала. Ну ладно, сказать по правде, в игре есть. Видел Фистал чату, это такая ржака, если он не удалил. Я вообще не знаю. Еще остались. Я бы сказал, около 2 моментов, где поворот головы действительно сложно заметить. И, к сожалению, это связано в основном с переходами между локациями. Но я, правда, не улавливаю за этим серьезного аргумента против местной схемы управления. Хотя, впрочем, с самим по себе управлением проблемы таки есть. И они заключаются в перемещении по локациям. Как бы это описать-то словами? Дело в том, что Шафер попытался, как бы это сказать, сделать процесс хождения ногами по локациям плавным и интуитивным. С таким круиз-контролем и автоматическими поворотниками, чтобы, когда вы врезаетесь в стену, персонаж не тупил лицом к ней, а правил курс сам. На больших локациях это правда работает. Такое чувство, что у стен есть какое-то магнитное поле, которое мягко корректирует направление персонажа в более или менее желаемую сторону. Проблемы начинаются в маленьких локациях, когда физических барьеров много, а нужно попасть в одну, но очень небольшую дверь. Блин, я просто пытаюсь пройти на лестницу. Твою мать, я хочу выйти. Да я не хочу в лифт, да блин. Но в целом такое встречается довольно редко и не мешает общему игровому процессу. И это хорошо. Да уж, времена этого. Итак, что происходит по сюжету?
Как мы уже знаем, И это Мануэлю хорошо. необходимо продать много билетов на 9-й поезд, чтобы отдать долг обществу и свалить в 9-й мир. Но проблема в том, что нашему блядь, герою- да, я смотрел видос Фистал. Я и забыл. Он мне сериал скидывал, да, смотрели. Прикольно, кстати. в последнее время Прут одни уроды. Причем Прут не переставая. Его сосед по офису Домино Копал как-то постоянно умудряется получать самых лучших клиентов. В принципе, из-за прошедшей за последнее время через него клиентуры можно было бы собрать целый монастырь. Еще наполнить его клиентами. В общем, явно какая-то вселенская несправедливость, и вообще Домино тип достаточно мерзкий. Постоянно устраивает проблемы. Начинается все с того, что он отпускает нашего водителя домой, в связи с чем нам никак не выехать на срочный вызов. И здесь мы находим одного из моих любимейших персонажей во всей игре. Глатис. Это просто феерия, а не персонаж. Поначалу он может показаться, да, всего лишь комик-релифом, но он куда больше. Прежде всего, здесь надо сделать несколько общих замечаний по поводу населения мира мертвых. Из моих наблюдений это 4 группы существ. Первое – люди, которые здесь исполнены в виде скелетов, в стилистике мексиканского Дня мертвых. Второе – стихийные демоны, которые призываются непонятно кем, в общем-то непонятно откуда, но всегда имеют какую-то одну задачу. Третье – мертвые голуби. Четвертое – чудовища, выглядящие, в общем-то, вполне живыми, что ставит под вопрос немного вообще всю концепцию Земли мертвых. Итак, о демонах. Демоны здесь играют в основном второстепенные роли. Помимо упомянутого Глатиса, здесь есть еще, вот, например, этот чувак, который создан для того, чтобы быть лифтером, но вынужден чинить систему пневмопочты. Еще есть вот пчелы, не уверен, демоны ли они, правда. В общем, довольно много. Глаза режет. Есть. Нет, все замечательно и очень мило, но вот тут бы хотелось немного бэкграунда. Откуда именно их вызывают? Кто это делает? Как выглядит то место, откуда они приходят? К сожалению, на все это игра не дает ответов, что делает демонических персонажей здесь немного плоскими. Нет, у Калаверы также нет никакой рассказанной истории, но по крайней мере мы знаем, что она у него была и можем что-то предполагать. А с демонами вообще ничего не понятно, их существование приходится принимать просто на веру. В целом это полностью искупляется самой по себе офигенностью этих персонажей и Глатиса в особенности. Чтобы не думать об этом всю дорогу, сразу покажу 3 моих любимых эпизода с участием Глатиса. Серьезно, это очень круто. I had no idea you liked gambling so much, Glottis. Well, the doctors made me promise I wouldn't do it anymore. But they can't get in the high rollers lounge, now can they? Manny, I don't know if I like driving over people. They can't feel it, they're dead. You're dead. I wouldn't want to drive over you. That's because you and I, Glottis, are friends. Aw, Manny. They fired me. Или... Me too, buddy. You don't understand, Manny. I was created just to do that job. It's the only thing that makes me happy. It's like they reached into my chest and pulled out my heart and threw it into the woods to... Блять, он реально сердце выкинул. Потом приходится искать это сердце, по-моему, да, чтобы он встал. What have you done? Oh, Glottis. Heart. Heart is good. Be good to heart. Don't tear out heart. Heart is good. Strong, beating, good heart. Hey, is that my car? Драма Глатиса в том, что он был призван с одной единственной целью – водить машину. Но, к сожалению, в силу обстоятельств делать этого он не может, так что кое-как спасается ремонтом. Довольно хитрыми путями он становится нашим временным водителем, модифицирует служебную машину в костяной вагон, который охрененен, и просто становится нашим другом. Итак, наше приключение начинается с того, что мы, наконец отрастив себе пару, что, наверное, непросто, если ты скелет, решаем украсть 1-2 клиентов у Домина. Встречаем Мерседес Коломар. Да, Очаровательная завтра, дама со думаю, скулами, продолжим. полностью в моем вкусе, например. Как раз нужный случай перевела через дорогу Просто настолько я много подумал, бабушек, что хватило пора. бы на 2 билета. What makes you think I've been all that good? Miss Colomar. Реально пора новогоднюю I тематику can see it делать. in your face and in your file here, where it says you're entitled to a first-class ticket to... Пойдет. Nowhere? What? Did I do something wrong? Но что-то пошло не так, пока мы пытаемся выяснить, что именно, мисс Коломар уходит.
Очевидно, комплекс вины, который обычно идет в комплекте с гордыней, никак не повлиял на ее карму при жизни. О, You vandalized company property in order to obtain secret information so you could take your illegally modified company car and your unregistered driver and run Domino here off the road. She had a ticket on the number 9. Why does she think she has to walk? Глотиса и Мануэля увольняют, и вообще пипец теперь. Целиком сюжет я разбирать не стану, если вы не играли, поиграйте, а если вы играли, то и так все знаете. Однако еще пару мелочей я замечу. Совершенно очевидно, что с этой хренью с билетами замешана какая-то криминальная схема, а поскольку структура государственная, а судя по игре, государство тут есть, даже менты свои есть. I don't like raiding businesses and shutting them down, but someone's got to teach Manuel a lesson in law and order. Не, ну это не true русский мент. Русский мент сказал бы так. I like raiding businesses and shutting them down. Так вот, поскольку структура государственная, естественно, возникла группа диссидентов, которая называет себя «Союз потерянных душ». Их лидер, Эдуард Лимонов, Salvador Limones and guest. окружил себя людьми, которым можно доверять. То есть Евой и главным героем. И проводит нас к выходу из города, откуда мы попадаем в Рубакаву, транзитный город, через который проходит каждая душа на пути к 9-му миру. Лимонов, Salvador Limones. тоже персонаж отличный и вызывает полное доверие. Кажущийся поначалу безумным энтузиастом, впоследствии он действительно собирает целую организацию и играет по меньшей мере ключевую роль в развертке всей местной истории. Но опять-таки, вот хотелось бы немного прошлого. В чем мотивация Сальвадора? Главный вопрос остается без ответа. Да, он здесь представлен в образе самозабвенного борца за идею, но, как правило, за этими людьми стоят какие-то конкретные события-триггеры. Что именно, когда и при каких обстоятельствах заставило его встать на путь революционера? Этот вопрос остался без ответа, что действительно жаль, потому что, в принципе, на основе этой информации можно было бы целую игру сделать. Сюжет, теперь об общих впечатлениях. Я, если честно, уже плохо помню даже первые эмоции свои, связанные с этой игрой. Это правда было очень давно, у меня даже сохранился диск. Конечно, потрясает в этой игре внимание к деталям. Несмотря на то, что Шафер совершенно не объясняет общую структуру этой вселенной, в нее все равно веришь. Именно за счет деталей. Всегда можно ощутить, когда окружение целостное, а когда нет. Некоторые профессионалы и прочие журналисты называют это словом «работает». Но я предпочитаю термин «дышит», потому что местная вселенная действительно дышит, она живая, живее всех живых, да, хорошо. Несмотря на то, что все в ней суть мертво. Частично это, конечно, внешность, и это очень важная деталь игры. Я уверен, вы заметили это странное отсутствие ощущения того, что игра стара, хотя с момента ее выхода прошло уже 13 лет. Знаете, откуда это? Это визуальное исполнение никогда не состарится. Оно всегда останется настолько же прекрасным, насколько было еще в конце 90-х. Просто потому, что игра задумана именно такой, как она есть. Не как, скажем, с какими-нибудь шутанами, где «Ох, мы бы хотели сделать так, чтобы у нас на мапе были одновременно 100-500 тысяч моделек, и чтобы они были сделаны из идеально правдоподобной воды, собранные из партиклей с ультрадинамическим освещением, рассеиванием света и 4 шейдерами. Да движок, сука, не вытянет, придется поскромнее сделать». Такие вещи как раз будут стареть каждый раз, когда будет выходить новая видеокарта. Но Grim Fandango внешне идеально именно в том виде, в котором она есть. Да, сам по себе движок слегка косячит под новыми машинами, да, игре в целом не помешало бы переиздание, но ей совершенно не требуется капитальная подтяжка графики. И если вы хотите сказать, что всему виной рисованные задники, то я назову вас кретином, наверное, и посоветую поиграть в Shadow of Colossus, где все 3D, например, и картинка точно так же никогда не состарится. Это не вопрос технологий, это вопрос мастерства и вложенных эмоций. Помимо графики, конечно, общей атмосфере способствует еще и звук. Я бы сказал, не просто способствует, а делает большую ее часть. Как я уже упоминал, в Grim Fandango голосовой актерский Блин, каст я много ближе чего не к помню из этой каждый игры, голос вообще подходит странно. своему персонажу, каждая реплика Как звучит будто к бы месту, каждый вздох здесь и не выполняет проходил какую-то его. функцию. И выполняет ее. Но я успешно. точно помню, что я Голоса проходил. здесь это не сегодняшний вам стандартный Ну, то есть набор с хорошего парня, прям плохого парня, проходил, латентного но- предателя, главного напарника, главной тёлки для романтической линии и рандомного чувака, который продает оружие и Мне аптечки. вот эти сцены как будто вообще не знакомы. What are you buying? What are you selling? Come back anytime. Не, хотя вот этот мне нравится, он крутой. Здесь каждый голос и каждый персонаж уникален. Ну или большинство из них, как минимум. Блин, «Ржавый якорь» в исполнении Глотиса какое-то время был у меня на Не плее. играл на конце. Boat's got a rusty anchor, rusty as she can be. Every port I go, I drop her, but she always come back to me.
rusty anchor. Песня про ржавый якорь. Down, 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 oh rusty anchor. Guess I gotta hang around. Действительно, все голоса здесь наделены чем-то таким особенным. Акцент, общая Не, я точно артикуляция и Зулин все не вот такое смотрел. прочее встраивается идеально. Если говорит Лимонов, Salvador Limones. то вы точно уверены, это Странно голос то, лидера что он у меня революции. Если в говорит рекомендуемых Оливия, никогда не выходил. Read poetry in my own club? That would be like this whole place was just a big temple set up to worship me. то совершенно ясно она будет преследовать свои интересы и спиной лучше не стоять. Но не верьте мне, давайте проведем эксперимент. Я попросил нескольких рандомных людей просто послушать голоса главных героев и на основе их голоса попробовать максимально точно описать персонажа, которому этот голос принадлежит. Напоминаю, что они не видят видеоряда и довольно хреново понимают по-английски. Oh, Manny, I would, but I'm too intimidated. I could never be partners with someone who was so much more of a man than me. Yeah, I know. I found your name on some comic books in the desk. Крутой хер с кучей денег. Вообще, по-моему, барыга. Добрый или злой, по-твоему? Он средний. When you've strolled these docks as long as I have, Pilgrim, you know where you are by the smell of the sea, by the sound of the lonely foghorn, by the icy touch of the cold, salty air. Это очень добрый дяденька преклонного возраста. Он очень умный и доброжелательный. Мне вообще кажется, он моряк. Manny, you sound so exciting all of a sudden. Why are you leaving town? I have a poem I wrote just for you. Pay attention because it's pretty short. Here it goes. Ты бизнес-тетка. Надменная, да, бизнес-тетка. Очень крутая с сигарой в руке. Злая, надменная, богатая женщина-бизнесмен. Она, по-моему, злая. Но вообще, если уж мы коснулись характеров, то позвольте мне остановиться на миссис Коломар. Вообще, она довольно странная женщина, будучи основным двигателем сюжета и при этом доброй душой при жизни, помогавшей там сиротам, не имевшей особо много денег и все такое. Ближе к концу игры она уже позволяет себе хамить, курить и брать в руки оружие. Довольно резкие перемены. Я понимаю, конечно, что прошло 3 года с момента начала игры, но я даже не знаю. Хотя это мелкая деталь, но внимание цепляет. Говоря о мелких деталях, в сюжете таки есть дыры. Шок, да? Вообще это довольно странно. Я раньше об этом конкретном моменте не задумывался никогда, но факт есть факт. Вот смотрите, в самом начале игры мы отправляем мистера Селса пешком, с палочкой идти до 9-го мира. That's the ticket, the Excelsior line. Yes, she's a beauty. That compass in the handle will sure come in handy too. И вот здесь следите за таймлайном. В этот же день нас увольняют. Мы вступаем в сопротивление Лимонова и выезжаем из Эль-Марроу в Рубакаву на адовом костяном фургоне с черт пойми какой скоростью и прибываем в нее этим же вечером. Однако в местной забегаловке этим же вечером, напоминаю, кто бы вы подумали, Селса, и он не просто там стоит, он еще успел устроиться на работу. Но подождите, это еще не все. Что он тут делает? Это ждет свою жену, которая, как и все, обязательно проходит через этот город. Мы точно узнаем, что его жена умерла позже, чем он сам, но при этом уже успела побывать в Рубакаве и уехать вместе с каким-то мужиком на пароходе. People assume that time is a strict progression of cause to effect, but actually, from a non-linear, non-subjective viewpoint, it's more like a big ball of wibbly-wobbly, timey-wimey stuff. Кстати говоря, существование в этой вселенной Мертвого Доктора объяснило бы многие вещи. Но когда эта игра была, новых сезонов Доктора Кто тогда еще не было, поэтому все смотрели только классического Доктора Кто. Если бы тогда были обзорщики, то им бы адово повезло, потому что, вставить в свой ролик кадр из классического Доктора Кто, особенно черно-белого, это сразу выдаст в обзорщике крайне интеллигентного и утонченного в своих вкусах человека. Кстати, еще о деталях. В некоторых сценах игры нам дается понять, что в стране мертвых также присутствуют отношения между людьми. Причем также отношения эротического толка. Where's your cell? Or are you just sharing a bunk with the warden? Да, но... Как? Я имею в виду... Как?
Говоря об общей логике сюжета. Подобных дыр немного, но вот есть у меня некоторые вопросы к более-менее механической составляющей игры. Что эссенциально почти для любого квеста? Ну, как что? Загадки и всяческие головоломки. А что важнейшее в любой головоломке? Очень простая вещь. Возможность решить ее и при этом не быть разработчиком игры, да? Видите ли, Grim Fandango просто изобилует головоломками со, скажем так, неочевидными решениями. Хотя даже не так. Попробую описать это на примере кубика Рубика. Вот, к примеру, нормальная, но сложная головоломка. Это когда тебе дают кубик Рубика и говорят: это кубик Рубика, реши его, но с лимитом в 100 ходов. Это был бы случай, скажем, второй Кирандии. Но в Grim Fandango это будет, как если бы вас поставили в пустую комнату без окон и дверей, в центре которой сидела бы обезьяна, Кирандия, которая, нахуй. если сказать фразу... Я еще Кирандию играл, первую, вторую, третья была, по-моему, да. Space Quest, или он как назывался-то, я не помню. Короче, все игры от Лукасов, вот в этом плане я прям любил играть. По-моему, Лукасы были Space Quest. Но это был пиздец какой-то лютый, я помню. Может быть, стоило бы поиграть в Space Quest. Но он был ебанутый, я помню. Хотя, может быть, сейчас я прям хорошо в него отыграю. Можно мне еще огурец откроет, потому... Когда вышли космические рейнджеры, в начале нулевых и... Ну, где-то в начале нулевых, по-моему, да. Ну, дверь на балкон, куда вы залезете, используя... Ну, первая часть допускаю, что могли выйти в конце 90-х. Но я почему-то уверен, что все выходили в начале нулевых. лестницу, которую вы сплели. Причем с небольшой задержкой такой. Типа, например, первая выйдет в 2001, а второй космический рейнджер выйдет в 2002-2003, и Доминатор выходит в 2004, к Из примеру. собственных волос, где вас будут ждать 9 сундуков, 8 из которых пусты, а из одного вылезает мужик в трусах и говорит: езжай в Филадельфию на улицу Колон-Роуд, в дом 6, поднимись, найди там квартиру 8, постучи в нее 4 раза. И еще один раз, но спустя 1 минуту, и там оттуда вылетит человек и даст тебе кубик Рубика и скажет: реши его. Лимита ходов нет, ни в чем себе не отказывай. Я хочу сказать, что дело не в том, что решение не всегда очевидно. Суть загадки не всегда очевидна. Вот, скажем, история в первой зоне. Третья часть выходила, я даже не в И курсе. когда нужно получить разрешение босса на то, чтобы Глатис модифицировал служебную машину. Вроде просто звучит, но босс на звонок секретарши отвечает, что занят дофига. Угадайте, что мы делаем. Забираемся в кабинет босса по канату из тряпочек, свисающему с карниза с противоположной стены дома. Выясняем, что его нет на месте вообще, и что он просто настроил свой компьютер на этакий хитрый автоответчик, в котором можно выбирать заранее записанные варианты реплик. Мы переставляем автоответчик на фразу «Ева, подпиши сама, я занят». Идем к Еве, и она подписывает. You'll have to excuse him, Manny. It's probably a really hard crossword puzzle he's got in there today. Какого хрена? Ева, кстати, раньше давала понять, что босса нет на месте. Нахрена было вообще ему звонить? Hey, Manny, the boss told me to tell you not to leave early tonight. He wants to talk to you about something when he gets back from his trip. И даже если... Было. Не помню квест про Бибурат. Допустить, что эта программа вообще имеет Охуеть. право на существование, какому идиоту придет в голову вставить в нее вариант «Ева, подпиши это сама, я занят». Что, если бы он пришел с какой-нибудь другой бумагой, например, «Ева, мне нужно, чтобы здесь подписался босс». Это документ, который подтверждает, что я вас всех конем имел, и мне полагается 9-й поезд, потому что у меня самый красивый череп в этой дыре. You'll have to excuse him, Manny. It's probably a really hard crossword puzzle he's got in there today. Спасибо, детка. А вот та история с принтером фальшивых ставочных билетов для скачек. Блин, покажите мне человека, который решил это сам и меньше, чем за неделю, я дам ему какую-нибудь медаль. Чтобы получить именно тот приз, который двинет сюжет в нужную нам сторону, надо бы напечатать чек с нужной датой и номером гонки. То есть, это 3 цифры, которые нужно, по идее, найти. Проблема в том, что Да, вы ремастер получаете выходил. этот принтер намного раньше, чем сюжет потребует от вас его применения, и, скорее всего, просто о нем забудете. Но даже если не забудете, оцените красоту игры. Просто... Чистил, блин.
Прикиньте шансы того, что вы сами смогли бы найти это, причем осознанно. Итак, 3 цифры. Номер недели, номер гонки и день недели. Прежде всего, номер недели. Если пройти немного глубже, то мы найдем чучело кота. Да, это коты такие в мире мертвых. Да, в скачках участвуют именно они. Что? Так вот, под этим котом написано, что он умер на скачках после того, как пришел первым к финишу. Во 2-ю неделю сезона. Номер скачки. Ну, это самое более-менее простое. В какой-то момент мы находим фотографию, где изображен фотофиниш искомой гонки. Как мы видим, здесь есть огромная цифра 2. Даже в 2 экземплярах. Это очевидно же указывает на то, что это номер гонки, правда? А теперь самое вкусное. День недели. Это четверг. Но как понять, что это четверг? Иногда с балкона над стадионом мы слышим всякие разные объявления. И совсем уж иногда человек за микрофоном говорит в какой-то форме, что четверг это день кошачьих шапочек. Ну и что с того, казалось бы, мало ли что там на какой-то день каких-то шапочек. Tuesday. Всего лишь голос из рупора, который как бы создает атмосферу. На этой фотографии люди носят кота-шапочки. Ну так, конечно же, ну блядь. Таким образом, чтобы решить самостоятельно загадку с принтером, нужно автоматически запомнить, казалось бы, совершенно нерелевантную информацию с таблички под чучелом кота, догадаться, что цифра 2 на фотографии это номер скачки, также обратить внимание на то, какие блядские шапочки носят там люди, и услышать рандомное объявление на балконе про то, что день этих шапочек это четверг. А теперь задайте себе вопрос, смогли бы вы сделать это все сами? Если да, то мои поздравления, как бы. Ну и подобные мелочи, конечно, имеют место быть, но в виде вознаграждения за пару-тройку малопонятных загадок мы имеем целую остальную игру с великолепно проработанной вселенной, прекрасными диалогами и кучей трогательных сцен. Мне особенно нравятся сценарные рифмы, исполненные с особым таким тонким остроумием. Вот, к примеру, такая вещь. Игра разделена на 4 большие главы. Каждая глава, грубо говоря, это переход от одного года к другому. Таким образом, по сюжету, с тех пор, как мы начали играть и до конца, проходит как раз около 4 лет. Или, скажем, как в первом году мы можем случайно увидеть картинку с пароходом, обследовав которую, Мануэль скажет, что если бы он был на корабле, не унялся бы, пока не стал капитаном. Что и происходит в начале 3-го года. Если вдаваться совсем уже в детали, то можно заметить, что на экране сохранений по ходу нашего прогресса выстраивается барельеф, который символически отражает все произошедшие с нами за время путешествия события. И этот же самый барельеф, но уже в самой игре, можно встретить ближе к концу. Вообще, конечно, поразительно, насколько много эмоций можно запихнуть в игру, которую, если знать, что делать, можно пройти за 1-2 вечера. Это настоящий, как уже было сказано выше, бриллиант индустрии. Нестареющая классика, которую будут помнить всегда и на которую должны равняться все, кто работает в этом жанре. Как я уже предупреждал, обзор получился достаточно сумбурным и, в общем-то, наверное, даже коротким. Но это правда все, что вот так импульсивно я могу сказать о Grim Fandango. Глубокого анализа сюжета от меня здесь добиться будет сложно. Прочих костюмированных вставок, пожалуй, в другой раз. Grim Fandango — это живая история. Можно много, конечно, говорить о господине Лукасе, но вот с Тимом Шафером разговор всегда короткий. Даже принимая во внимание Brutal Legend. Да, таких игр практически уже не делают. И действительно пройдет еще какое-то время, я бы не сказал, что очень большое. И поколение, которое застало Grim Fandango в момент выхода, вымрет и отправится в свое путешествие. Ну а пока что у нас есть неплохая возможность к нему подготовиться. С вами был Зулин. Живите долго и доброго пути. Зулин, и сегодня мы поговорим про... Но это уже на следующем стриме, я думаю. Уже очень поздно. Уже очень поздно. Ну а так вообще, да, по Grim Fandango хорошо. Прикольно. Но он, как бы сказать... Не, это обзоры. Но по факту он рассказывает про игру, просто как он есть. Делится мнением, там прочее. Ну, просто обращает внимание на те детали, которые, возможно, люди упускают в ходе прохождения. И это хорошо. И это хорошо.
Ну, я думаю, в следующий раз, когда заведем творческий стрим или что-то в этом роде, включим видосы Зулина. Хорошие. Долго подача, все по факту, но долго. Но прикол-то в том, что он долго как бы говорит, но, ну, типа, при том, что он, короче, он говорит долго, но при этом как будто бы ничего лишнего. И это интересно. Ты не замечаешь этого времени. Ну, есть такое, есть такое. Есть, есть. Так, Мы будем говорить об этом немного в странном формате для этого канала. Странно. А почему у него так мало подписчиков-то? Зулин минута. Зулин секунда получается. 30 минут. 77 подписчиков всего. Это странно. Чего так мало? Чего так мало? Так, ну что, давайте кинем рейд куда-нибудь. Может, у вас есть какие-то люди, которым вы хотите пойти посмотреть что-нибудь? Народ любит всякую хуйню, где есть монтажи, смешнявки и прочая хуйня. Ну да, это популярный формат. Я, честно сказать, этому тоже был подвластен. В том плане, что я думал, что это единственный успешный формат, который может достигнуть какого-то успеха. Но по факту, на самом деле, конечно же, это не так. Есть девушка с 2 зрилами, не Арара. День был муторным. Ну, я надеюсь, хотя бы я скрасил этот вечер, этот день. Хоть немного. Но мой день, кстати, если уж делиться... What the fuck is this? Новую руину. Ты хочешь быть типа не единственным, не повторимым? Конечно. Хорошо. Тут обитает кошка-жена Ниара. Я на базе, жалко. А во что не ох? Сейчас закончишь и пойду упаду тупо. Да, я тоже планирую просто лечь. И пойти бродить по царству Морфея, так сказать, чисто прогуляться там, отдохнуть. Ну, давайте зарейдим. По рекомендации Стича напишем. Фистал тут встретимся. Хорошо. Ну что ж, тогда передавайте приветы и все такое. Конкретный рейд. Так. Да, сейчас буду с вами прощаться. Собственно, увидимся завтра. Возможно, сейчас я постараюсь выложить видео, где я поснимал кое-что здесь, в Якутске, и выложу это на YouTube.
Ну, короче, немного по центру прогулялся. Я ж теперь в центре работаю. Вот по центру прогулялся. Заснял елку. И кое-какие ледяные скульптуры. Да, и РЛ снимал, ага. Якутск. И центральную улицу же, блин, очень долго ремонтировали, сделали. И вот сейчас она была сделана, но там маршрутка не едет. Пиздец, я удивился этому. Ладно, постараюсь это выложить сейчас, а потом пойду лягу спать. У вас как погодка там? Холодно. А вам доброго вечера и спокойной ночи. Всем пока, всем спасибо, кто был. Хорошо посидели, приятно. Всем пока.